Бисмилля, ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Как нами ранее было анонсировано, тема эфира сегодняшнего — свобода или смирение, уроки истории. Собрались мы сегодня для того, чтобы поговорить, что представляет собой настоящая борьба за свободу и как исторический опыт может нам помочь понять, что стоит за этим понятием. В истории народов Кавказа много примеров, когда народы сталкивались с выбором продолжать борьбу за независимость, несмотря на огромные потери, риски, или принять смирение и подчиниться обстоятельствам. Одним из таких ярких примеров я считаю борьбу имама Шамиля в Кавказской войне. Его сопротивление Российской империи стало символом мужества, стойкости, но и в то же время, несмотря на огромные усилия и потери, тысячи и тысячи жизней, оно закончилось военным его поражением. А пропаганда в того времени подавала это военное поражение как неизбежное что-то, утверждая, что сопротивление было изначально бессмысленным, то есть обреченным. И по сей день мы слышим споры о целесообразности сопротивления горцев того времени и той эпохи. Что касается современной истории, подобные нарративы продолжают звучать в контексте чеченских войн. Это особенно в ингушском сегменте существует распространенный нарратив, который активно поддерживается среди тех, кто делает вид, что все в порядке. А следовательно, сопротивление не имеет никакого смысла. А это нарратив звучит следующим образом. Нам часто говорят: вы хотите, чтобы было как в Чечне? То есть, подводя под этим вопрос, подразумевая, что борьба за независимость приведет к разрушению. В общем, эти люди настаивают на то, что сопротивление может привести к тем последствиям, которые мы видели в Чечне. Это разрушенные города, сотни тысяч жизней, бесконечные страдания. В конечном итоге вместо победы мы получаем такого тирана, как Кадыров. Пропагандисты используют такой пример, точнее, используя такой пример, пытаются внушить обществу мысль, что лучше мириться с существующим положением, то есть то положение, в котором мы сейчас находимся, чем пытаться бороться за свою свободу, за свои права и изменить как-то свой статус-кво. Для меня и для каждого из вас, я считаю, что наиболее важно понимать, что такие утверждения — это не результат объективного анализа, а часть простой манипуляции, целью которой является подавление духа сопротивления. И давайте сегодня обсудим, вместе разберемся, это действительно является результатом объективного анализа или часть манипуляции, целью которой, как я сказал, является подавление духа сопротивления. А также постараемся, иншаллах, понять, что же важнее: смирение с обстоятельствами или свобода, которая требует постоянной и беспрерывной борьбы, будь то на полях сражений, будь то в информационном поле, будь то человек будет проявлять свой какой-то протест, несогласие с этим. И, иншаллах, мы подготовили вопросы для наших спикеров. Приглашенные спикеры — это братья из Джамаата, НИСО, это Сулейман Абу Дауд, это Муслим СС, и должен был быть Абдулла Шамиль. И первый вопрос, иншаллах, я бы хотел задать в контексте шариата, то есть видения шариата. Если Сулейман Абу Дауд будет не против, иншаллах, я бы хотел, чтобы именно он разъяснил и объяснил нам ответ на этот вопрос. Сулейман Абу Дауд. Ассаламу алейкум рахматуллах, братья. Сейчас слышно меня? Ва алейкум ассалам рахматуллахи баракату. Да, слышно. Альхамдулилля, джазакумуллах хайран. Прошу Аллаха субханаху ва тааля сделать наше это собрание под его милостью, и чтобы и только после его прощения, чтобы мы расстались. То есть до нашего расставания пусть Аллах субханаху ва тааля простит нам наши грехи. Первый вопрос звучит следующим образом. Существует ли в шариате понятие полной капитуляции и принятия военного поражения? То есть ли в шариате понятие полной капитуляции, когда происходит некое военное поражение? А второй вопрос сразу задашь, брат, или же ответить на этот вопрос?
Сначала на этот вопрос, я думаю, ответить. Второй вопрос будет следующий. Но смотри, если бы была бы полная капитуляция, то не было бы вопроса как шахада, да, как вот становиться шахидами. Как сказал Аллах Субхану Ва Тааля: «Халь тараббасуна бина илля ихдаль хуснайин». Что вы ждете для нас, кроме двух благ? И все наши предыдущие, которые были в первых трех веках, ученые, они все сказали касательно этого вопроса, то есть начиная от Абдуллаха ибн Аббаса, с подвижников, и потом, почему я упомянул Абдуллаха ибн Аббаса, радийаллаху анхума, потому что он был известен именно тафсиром Корана, то есть толкованием Корана среди сподвижников. Затем, касательно этого и его учеников, то есть в общем, что здесь имеется в виду либо победа, либо шахада, то есть либо победа, либо шахада. Нету понятия полной капитуляции. Этого и не может быть, потому что Аллах Субхану Ва Тааля сказал сподвижникам, чтобы они сказали неверным: «Халь тараббасуна бина илля ихдаль хуснайин». Что вы ждете для нас, кроме двух благ? То есть одного из двух благ. И здесь единогласно одно из двух благ – это имма зафру, имма шахада. Это либо победа, либо стать шахидом. И Аллах Субханаху Ва Тааля нас сотворил для поклонения Ему одному. Мы все это знаем. «Ва ма халактул джинна валь инса илля лиябудун». Я не сотворил ни джиннов, ни людей, ни для чего, кроме поклонения мне одному, говорит Аллах Субханаху Ва Тааля. И вот касательно того же поклонения, то есть не раз звучало, что люди говорят: нам же ведь разрешают строить мечети, нам же ведь разрешают читать намаз. На одном намазе, на одних мечетях поклонение не ограничивается. То есть поклонение Аллаху Субхану Ва Тааля возможно лишь в том случае, если у мусульман есть право голоса, если у мусульман есть свобода этого поклонения. Но когда тебе дают ограничения, когда тебе дают направление в твоем поклонении, это уже не называется поклонением. То есть это уже, поклонение в том плане, что если мы полностью оставим борьбу, то это уже однозначно не поклонение. Но если мы делаем то, что в наших силах, пытаемся как-то освободиться из-под гнета, из оков этого оккупанта, то здесь, естественно, как сказал Аллах Субхану Ва Тааля: «Фаттакуллаха мастататум». Опять же, что касается абсолютной, полной капитуляции, такого понимания в шариате нету, иначе не было бы вопроса джихада, иначе бы Аллах Субхану Ва Тааля не сказал бы: «Ва'идду лахум мастататум мин кувва», и готовьте против них по своей возможности. То есть мы сейчас как минимум в периоде, где мы должны готовить против них силу, как минимум. То есть если у нас нету сегодня возможности выйти и показать эту силу, как сказал посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, если вы начнете торговать, если вы займетесь мирскими этими делами, то есть и риба, и не риба, и всем этим, то Аллах Субхану Ва Тааля вас вергнет в такое унижение, которое не будет, которое он вообще, то есть в котором вы будете оставаться до конца, хатта тарджиу иля диникум, то есть там вначале идет, просто я не хочу затягивать, потому что времени мало у всех. То есть если вы оставите джихад, если вы оставите борьбу, то есть в полном смысле этого слова, и теперь и Аллах Субхану Ва Тааля вергнет вас в унижение, которое будет с вами до конца дней, если вы не вернетесь к своей религии. То есть хатта тарджиу иля диникум. Поэтому, иншаллах, то есть уже как минимум, если человек не может сейчас что-то сделать, как минимум он должен оставаться, он в периоде, и он должен по мере своей возможности готовить против неверных силу. И в любом случае его цель, она выйти из-под гнета неверных. То есть у тебя цель, ты ведешь борьбу, результат от Аллаха Субханаху Ва Тааля. Поэтому, возвращаясь к вопросу и отвечая на него, то есть понятие абсолютной капитуляции кафирам, полного смирения, этого в исламе нету и не может быть. Джазакумуллаху хайран. Баракаллаху фик. Фатадин, я бы хотел, чтобы ты тоже или же дополнил, или же в полной мере ответил на тот же вопрос. Если надо, я зачитаю тебе вопрос заново. جزاك الله خيرا أبو سعد. Вопрос ясен. Баракаллаху фикум. Бисмилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Так, наша тема сегодня это свобода или смирение, уроки истории, да? Уроки истории. Относительно этого
давайте сперва посмотрим на слова Аллаха Субхану ва Тааля, в котором Аллах говорит: «Факсус аль-касас ла'аллахум ятафаккарун». Аллах Субхану ва Тааля, приказывая пророку, говорит: «Факсус аль-касас ла'аллахум ятафаккарун». Рассказывай истории, говорит Аллах Субхану ва Тааля, быть может, они призадумаются. То есть, чтобы они призадумывались, чтобы мы призадумались над историями из прошлого. И также, как нам известно, одна треть Корана это истории. И эти истории, повествуются ли они Аллахом Субханаху ва Тааля просто так? Аллах пречист Аллах от того, чтобы говорить о чем-то и повествовать в своей священной книге о чем-то просто так. И Аллах Субхану ва Тааля, поясняя нам относительно положение относительно истории, говорит: «Лакад кана фи касасихим ибратун ли улил альбаб». Повествование о них, то есть о прошлых народах, о пророках, о всех вот этих повествованиях, которые ведутся в Коране, или же в истории ислама, в их повествованиях, говорит Аллах Субхану ва Тааля, содержится назидание для обладающих разумом. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Это не вымышленный рассказ, говорит Аллах Субхану ва Тааля, а подтверждение тому, что было до него, то есть до этого Корана. Разъяснение всякой вещи, верное руководство и милость для верующих людей. То есть вот какая польза исходит из историй и то, что мы изучаемся им. То, что мы читаем истории. И как сказал один известный шаир: «Икра'у тариха из фихи аль-ибар, далла каумун лейса ядрун аль-хабар». Читайте истории, сказал он, ибо в ней есть уроки. И заблудился тот народ, который не ведает известий о своих предшественниках. То есть мы должны знать истории для того, чтобы не впадать в те же самые ошибки, которые были от прошлых, которые были в прошлых веках, которые были до нас. И относительно этого абсолютная капитуляция. То есть это очень обширная тема, и ее положение очень обширное, и по этому поводу можно было бы говорить долго. Но то, что я хотел бы из истории выделить в этом именно так, как вопрос направлен исламскому, то есть в исламское русло, в шариатское русло, я хочу нам просто напомнить хадис, который передает Абу Хурейра. Это хадис приводится в сборнике Бухари, и, как мы знаем, он достоверный. Рассказ об Асиме ибн Сабите. Асим ибн Сабит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, если вкратце передать нам смысл содержания этого хадиса, чтобы не затягивать время, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отправил сарию, то есть небольшой отряд из 10 человек, и амиром этой сарии, этого отряда, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поставил Асима ибн Сабита. И этот отряд пророком был, саллаллаху алейхи ва саллям, отправлен для того, чтобы они доставили вести от врага. То есть разведчики, они были разведчиками. И когда их вычислили, и стали их преследовать сотня всадников, отменных стрелков, лучников, когда их стали преследовать, они забрались на какую-то возвышенность. И когда эти сотни лучников из племени Хузейль сказали им: спускайтесь и сдавайтесь добровольно, и мы обещаем, что не станем убивать никого из вас. Асим ибн Сабит, ради Аллаху анху, аль-Ансари, который был из числа ансаров, сказал: «О люди, что касается меня, — сказал он своим товарищам, — то я не стану спускаться и принимать покровительство неверующего. Я не стану принимать покровительство неверующего». И он возмолился к Аллаху, говоря: «О Аллах, сообщи о нашем положении своему пророку, саллаллаху алейхи ва саллям». И здесь они, выпустив стрелы, убили Сабита, то есть Асима ибн Сабита, и 7 его товарищей, а 3 сдались на милость врагу. И из этих 3 один был Хубайб, 2 был Зайд ибн Дасина, и 3 еще неизвестный. Некоторые говорят, что
что его имя тоже известно, но в этом хадисе он приводится как неизвестный. И когда они спустились, когда они сдались на милость, они сразу же достали тетивы из их луков, завязали им руки. И этот третий пленник сказал, это первое вероломство. То есть это первое вероломство относительно нас, которые делают вот эти люди, которые обещали нам покровительство и обещали нас не убивать. Клянусь Аллахом, сказал он, это третий, я не пойду с вами, лучше мне последовать их примеру. И в итоге они убивают его тоже. Они убивают его тоже. И этот хадис, этот рассказ нам четко говорит о том, какая позиция была у сподвижников пророка, ридвануллахи алейхим аджмаин, по поводу капитуляции. То есть сдаваться для них было неприемлемым. И как сказал Асим ибн Сабит, что касается меня, то я не стану сдаваться и принимать покровительство неверующего. Но также из этого становится ясно, что трое сподвижников сдались. То есть конкретного положения здесь нету. Но просто мы хотим сделать, то есть определить такую картину, какое воззрение было у них. Это раз. Второе, о чем мне бы хотелось поведать, то это конец города Гранады, который на арабском называется Гирната, то есть Андалусия. После 800 лет правления исламская Андалусия, когда она стала падать, и последним оплотом остался город Гирната, эмир этого города собрал свой шура и стал советоваться по поводу того, что нам делать с предложением вот этих крестоносцев. А они предложили ему, что если вы сдадитесь нам на нашу милость, то мы предоставим вам все льготы и так далее и тому подобное, как это делают и всегда делали куфары. И он стал советоваться и согласился на сдачу последнего города без борьбы, без противостояния. И тут возразил один герой, как его называют, Ахируль Абталуль Гирната, Муса ибн Гассан. Имя его Муса ибн Гассан. Последний герой мусульман из Гранады. Муса ибн Гассан был одним из последних героев мусульман, говорится в этой истории, в Андалусии, который отказался сдаться испанской армии и передать им Гранаду. Последний оплот мусульман в Испании. Он обратился к своему народу, предостерегая их от обмана испанцев и их вероломства, сказав, что после капитуляции, смотрите, обратите внимание на слова Мусы ибн Гассана, рахимахуллаху та'аля. После капитуляции вы столкнетесь, сказал он, с грабежом своих городов, разрушением ваших мечетей, осквернением чести своих женщин и дочерей, а также вы столкнетесь непременно с тюрьмами и с пытками. Муса же сам отверг такое унижение и предпочел почетную смерть, чем быть свидетелем этого позора. И как он говорит, как Муса сам говорит, что смерть это наименьшее из того, чего они боятся. Он так и сказал в этом собрании, فَإِنَّ الْمَوْتَ أَقَلَّ مَا نَخْشَى. Поистине смерть это наименьшее, чего мы боимся. Так давайте же, предложил он, сразимся до конца и не будем сдаваться на милость этому врагу, который в отношении нас не оправдает никаких доверий. И сказал Муса ибн Гассан, «Ама ана фаваллахи лан араху». Все, что он перечислил, что ваши мечети будут разрушены, ваши дома будут разграблены, честь ваших женщин и дочерей будет повергнута. Но, клянусь Аллахом, сказал он, я не намерен все это видеть. И он покинул этот дворец, не сказал ни слова, вернулся домой, надел свои доспехи, взяв оружие, оседлав своего коня, попрощался со своей семьей, и больше он не был замечен мусульманами. Но для испанцев он не исчез. Для испанцев его
история только началась. И 2 января 1492 года по григорианскому летоисчислению, в то время как испанская армия ожидала сдачи города Верната, Гранада, одинокий всадник появился у реки, его доспехи блестели под солнцем, прощаясь с Андалусией. То есть вот так вот говорит история. Его доспехи сияли под солнцем последний раз, прощаясь с Андалусией. К нему направился отряд из 15 испанских рыцарей, полагая на то, что этот пришел сдаться. Но копье, выпущенное Муса ибн Гассаном, пронзившее первого из этих всадников, рассказывало совсем другую историю. То есть оно повернуло все их понятие с ног на голову. То есть они думают, что этот пришел сдаваться, но первое же копье издалека, которое было пущено им и поразило их одного всадника, поменяло их мышление полностью. Муса же ринулся в атаку, сражаясь направо и налево, не зная усталости, пока его конь не пал мертвым. Однако он не остановился, а продолжил бой пешим. Испанский историк Антонио Агавила писал, что этот неизвестный рыцарь сражался как дьявол, движимый местью. Муса сам же убил большую часть испанцев, пока не упал от усталости в реку. Пока от усталости не упал в реку, больше его никто не видел. И как он предсказывал, когда испанцы вошли в Гранаду после его смерти, они совершили все те ужасы, о которых он предупреждал мусульман. То есть из этого нам становится, что капитуляция мусульманами на милость врагу не обещает ничего хорошего. А как говорит Аллах Субхану ва Тааля в Коране, «Ла яркубуна фи му'минин илля валя зимма», что в смысле этого аята, что неверующие, у них нету такого, чтобы они сдержали какое-то обещание, которое они приносят верующим людям. И как сказал наш брат Сулейман Абу Дауд, баракаллаху фи, смысл того аята, «Халь тантазируна бина илля ихдаль хуснайин», разве вы ожидаете для нас до исключения одного из двух благ, имма насра ва имма шахада. То есть то ли нам будет победа, то ли для нас будет шахада, мученическая смерть. И как говорил Муса ибн Гассан, что смерть для мусульманина это наименьшее, чего он опасается. Ибо поистине человек, который умирает на пути Аллаха, Аллаху Субхану ва Тааля ведомо лучше. И как говорил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, о его достоинствах. Это очень великое достоинство. То есть, подытоживая, мы можем сказать, что абсолютная капитуляция в исламе неприемлема. И никогда не было и не рассматривалась мусульманами, муджахидами, никогда она не рассматривалась. И таких историй, которые мы придали сейчас, таких историй очень много. И вот эти два отрывка, которые мне хотелось передать, Абу Саад, баракаллаху фикум. Абдул-Вахид Алару. Есть у тебя что добавить? Я извиняюсь, один момент, когда сейчас Фатхуддин сказал, я вспомнил, там аят «Халь тараббасуна бина илля ихдаль хуснайин». То есть «Халь тараббасуна бина илля ихдаль хуснайин». Ждете ли вы для нас, кроме одного из двух благ? Джазакумуллаху хайран. Просто этот момент нужно было уточнить. По-моему, я по-другому чуть-чуть поспешил и сказал. Там «Халь тараббасуна бина». Да, я ошибся, Сулейман, джазакаллаху хайран. Ой, Маша, Абдул-Вахид Алару. Есть что добавить? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Баракаллаху фикум. Алейкум салям ва рахматуллахи. Джазакум Аллаху хайран. Аллах, в принципе, братья, шейх Сулейман, также шейх Фатхуддин сказали то, что касается этого вопроса. Но, в общем, если быть кратким, то да, вопрос в фикхе, именно вот этот вопрос, он обсуждается со стороны того, что дозволено ли мусульманину полностью сдаться врагу. То есть, да, сама эта тема, в принципе, она может затянуться, но в основе, в первую очередь, ученые всегда приводят то, что является основой для мусульманина,
а это стойкость на пути Аллаха Азза ва Джаль. И как Всевышний Аллах Азза ва Джаль в Коране сказал: «Я айюхаллазина аману ида лакитумул ладзина кафару захфан фала туваллухумул адбар». О те, которые уверовали, если вы, когда вы встретитесь с неверующими на поле битвы, то не поворачивайтесь к ним спиной. И Аллах Азза ва Джаль говорит: «Вамай юваллихим яума идзин дубураху илля мутахарифан ликиталин ау мутахайизан иля фиатин факад баа бигадабин мин Аллах ва ма'ваху джаханнам ва би'саль масир». Те, которые в такой день повернутся спиной к неверующим, кроме тех, которые как бы разворачиваются для боя, чтобы дать новый бой, да, там, чтобы подойти к врагу с другой стороны, или же те, которые присоединяются к другому отряду, кроме них, те, которые будут убегать с поля боя, когда встретятся с врагом, то они навлекут на себя гнев Аллаха Азза ва Джаль, и пристанищем будет гиена, то есть их пристанищем будет гиена. И как же сказано это место прибытия, говорит Аллах Азза ва Джаль. И имам Табари, и другие муфассиры, когда делали тафсир этому аяту, всегда говорили, что этот аят явное доказательство того, что мусульманину не дозволено сбегать с поля боя, когда он встречается с врагом Аллаха Азза ва Джаль, когда он встречается с неверующими в сражении. И также на это указывают то есть другие многие аяты, и также хадис пророка, алейхиссалату вассалям. Из таких хадисов, хадис, который является достоверным из Бухари, который пришел в Бухари и Муслим, то, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Иджтанибу саб'а мубикат», то есть сторонитесь 7 губительных грехов, сказал пророк, алейхиссалату вассалям. И среди них он упомянул, то есть пророк, алейхиссалату вассалям, в этом хадисе упомянул «ваттавалли яум захф», то есть также из этих 7 больших грехов, который может навлечь на себя мусульманин, это когда это поворачивание спиной во время сражения с врагом Аллаха, когда вы приближаетесь, то есть и становитесь друг против друга с врагами Аллаха Азза ва Джаль. То есть этот хадис также указывает о недозволенности мусульманину сбегать с поля боя, когда он встречается в битве против своего врага, против врагов Аллаха Азза ва Джаль. То есть и также многие ученые также, когда объясняли вот этот хадис пророка, алейхиссалату вассалям, указывали о том, что это является одним из больших грехов. Так же, как говорил об этом Ибн Хаджар аль-Хайтами в своей книге «Аз-Заваджир ан иктираф аль-кабаир», то есть в книге, про которую он говорит про большие грехи. И один из таких грехов, который он упомянул, это когда мусульманин поворачивает спиной во время сражения против своего врага и врага Аллаха Азза ва Джаль. То есть, и это то, что является основой. Но также да, пришли другие тексты из Корана, когда Аллах Азза ва Джаль дает мусульманинам исключение, то есть дает мусульманинам оправдание сбегать с поля боя, то есть если он уже не справляется с ним. И по поводу этого, то есть Аллах Азза ва Джаль, когда в своем аяте Сурат Аль-Анфаль упомянул, что то есть вначале Аллах Азза ва Джаль говорит, чтобы верующие, когда они встречаются против врага, что они должны стоять крепко против своего врага, должны стоять крепко. И Аллах Азза ва Джаль говорит, если же то есть Аллах приказывает в начале этих аятов, что даже если 20 человек вас будут, вы должны стоять против 200 человек. И в конце Аллах Азза ва Джаль в этих аятах «Аль-ана хаффаф Аллаху алейкум». Теперь Аллах Азза ва Джаль облегчил вам, говорит Всевышний Аллах, облегчил вам ваше положение. То есть если 10 человек из вас будут противостоять 20, вот в этом случае вы не имеете права сбегать с поля боя. То есть и ученые, делая тафсир этому аяту, указывают, что если в этом сражении врагов будет, например, больше, чем 2 раза, это дозволяет мусульманину, то есть если он уже не справляется с врагом, что он может оставить свои позиции и прибегнуть к другому, то есть отойти от этого сражения. Но если в общем, как бы быть кратким в этом вопросе, ученые в итоге что говорят? Как имам шейх аль-Ислам Таймия, как имам аль-Каим и другие муфассиры, также факихи, они указывают, что это именно в наступательном сражении.
То есть это касается, вот этот вопрос касается именно наступательного сражения. А что касается вопроса, когда ты уже даешь отпор, то есть когда враг наступил на твои земли, то в таком случае вот этот аят здесь, он не имеется в виду. То есть в этом аяте, в этом месте этот аят не будет актуальным. Так как уже когда ты встречаешь врага, то есть если враг напал на тебя, ты должен стоять до конца, как об этом имам Аль-Каим говорил, то, что оборонительное сражение, оно как бы более обширное, чем наступательное. Имеется в виду, наступательное сражение, оно у него бывает там как такие свои особенные условия. То есть, например, там, если какая-то группа мусульман выступает в сражениях, то это сражение спадает с другой группы мусульман. Также, то есть свои условия там есть. А когда сражение бывает оборонительное, то здесь уже практически вот таких условий не бывает. Таких, как, например, то, что когда наступательное сражение, то тот, который выступает, должен, например, взять разрешение у своего, например, если он является рабом, он должен взять разрешение у своего господина, например. Или же сын должен взять разрешение от своих родителей. Но что касается оборонительного, то в таком случае вот эти условия уже спадают. И имам Аль-Каим говорит, что то есть даже вот как в многих случаях рассказывается, когда если человек должен кому-то, то есть у него есть на нем долг, то он также должен спросить разрешение, когда он уже в сражении наступательном, спросить разрешение у своего должника, то есть у того, у кого он взял долг. И имам Аль-Каим говорит, это наподобие джихад, то есть в общем, но когда враг на тебя наступает, когда ты уже обороняешься, это уже будет наподобие битвы в день Ухуда и как Аль-Хандак. То есть, как известно, в день Ухуда и Хандака даже врагов Аллаха было не то, что 2 раза больше, а несколько раз больше же их было. Особенно в день Хандака, сражение Урва. И поэтому имам Аль-Каим говорит, что это не обуславливается в этом виде джихада, чтобы враг был чтобы враг не превышал более 2 раза, да, там, или количество 2 раза, чем мусульмане. То есть даже в таком случае, даже их если будет даже 10 раз больше или же еще больше, то мусульманину не дозволяется капитулироваться или же там сдаться врагу. То есть он должен стоять крепко в этом оборонительном сражении, защищая свою землю, свои семьи, защищая то, что Аллах Азза ва Джаль ему доверил, то есть защищая свою честь, он должен стоять до конца, говорят ученые. Аллаху та'аля а'лям. Брат, джазакаллаху хайран, Абу Саад, дай мне 15 секунд, если Шейх Абдул-Вахид закончил, джазакаллаху хайран. По-моему, либо я вопрос не понял, либо братья вопрос не поняли. Да, брат. Конечно, сам. Смотрите, то, что сейчас, альхамдулилля, шейх Фатхуддин, шейх Абдул-Вахид, наши братья любимые, то, что они расклад сделали, они по фику там однозначно, вот именно по определенному вопросу правильный и верный и четкий расклад сделали. Но у меня сейчас просто такое чувство, как будто я, честно сказать, я не знал даже, о чем тема будет, но, как я понял, одно из двух. Либо я вопрос не понял, либо братья вопрос не поняли, потому что под словом капитуляция, по-моему, брат Абу Саад имел в виду абсолютную капитуляцию, смириться и полностью оставить борьбу и отойти от джихада. Я правильно понял тебя, брат? Если или нет, джазакаллаху хайран? То есть вопрос так звучал? Да, Сулейман. Да, вот. То есть ввиду капитуляции имеется в виду поднять руки, полностью подчиниться и принять Тогда, военное поражение. джазакаллаху хайран, тогда тот ответ я тогда оставлю, тогда мне нечего добавить, джазакаллаху хайран. Ассаламу алейкум. Пусть Аллах дарует вам благодать. Баракаллаху фейкум, наши дорогие шейхи. Аллахи. То, что я понял из всего, что вы сказали, то в исламе, то есть в шариате, мусульманину дозволено некое тактический отход дозволен, чтобы
как это принято говорить, пересгруппироваться и напасть заново. Или вести эту борьбу, джихад заново. Баракаллаху фик. Да, Второй, брат, именно тот вопрос, который как братья то, что привели, расклад, то, что сделали, это было именно про ту тему, то, что можно отступить где-то, чтобы потом уже наступить, чтобы спланировать. Но абсолютная капитуляция, я сейчас вот последний раз влезу, я больше влезать не буду, то есть абсолютная, полная капитуляция, чтобы мы смирились и сказали, а почему бы и нет, ведь Россия же и добрая, хорошая, нам же ведь позволяют строить мечети, зачем нам эта свобода нужна? Вот это вот, она чревата, то есть это как минимум большой грех, но чревато выходом даже из религии. Мы сейчас не такфирим наше общество, конечно, но я имею в виду, что это к этому ведет, это прокладывает путь к неверию. Валь-иязу биллях. Да, брат, джазакаллаху хайран, ты правильно понял. Баракаллаху фик, шейх. баракаллаху фикум. Насчет капитуляции, насчет капитуляции еще хотел бы такое маленькое дополнить. И также то, что не дозволяется полностью капитулироваться, то есть полностью сдаться врагам Аллаха. Всевышний Аллах Азза ва Джаль в Коране говорит: «Я айюхалладзина аману, ин тути'у фарикан миналладзина утуль китаба, яруддукум ба'да иманикум кафирин». О те, которые уверовали, если же вы подчинитесь группе тех, кому была ниспослана книга, то есть людей Писания, то они яруддукум ба'да иманикум кафирин, то есть они возродят вас после того, как вы уверовали, в неверующих, говорит Аллах Азза ва Джаль. И имам Табари в тафсире этого аята приводит причину ниспослания этого аята. После того, как племя Аус аль-Хазрадж, после того, как они долгие года враждовали друг с другом, и когда пророк, алейхиссалату вассалям, переселился в Медину, то есть они приняли ислам, и они стали как одно целое, как один кулак. И один человек из иудеев, которого звали Шас ибн Кайс аль-Ягуди, он, когда проходил мимо них, увидел, как они собрались вместе, и, то есть, как братья сидели, обсуждали, там, разговаривали. И он очень сильно разозлился, когда увидел вот это их положение, то, что вот эти два племени, которые до этого на протяжении десятилетий были врагами друг другу, сегодня пророк, алейхиссалату вассалям, пришел в Медину и сделал так, что они приняли ислам и стали как одно целое, и это его очень сильно разозлило, и он постарался сделать среди них фитну. И специально подослал одного юношу, чтобы он упомянул им то, что у них было до этого, вот это их вражда, которая у них была. И когда он начал это говорить, они действительно уже вспомнили вот эту свою старую вражду и начали друг на друга голоса повышать. И тогда это узнал пророк, алейхиссалату вассалям. И пророк, алейхиссалату вассалям, подошел к ним и сказал: «Я ма'шар аль-муслимин, аби да'ва аль-джахилияти ва ана байна адхурикум». О мусульмане, неужели вы будете возвращаться к своим джахилийским временам, то есть будете спорить так же, как вы спорили во время джахилии, в то время, когда я между вами? То есть после того, как Аллах Азза ва Джаль дал вам вот эту милость, то есть дав вам вот это ислам, и неужели вы хотите возвратиться к куфру? Сказал им пророк, алейхиссалату вассалям. И ученые говорят, Аллах Азза ва Джаль именно в этом месте не спустил вот этот аят. То есть посмотрите, когда вот этот враг Аллаха, просто он из-за того, что увидел вот это единство мусульман, и он захотел сделать так, чтобы они стали опять-таки вернулись к своему неверию. И сегодня то же самое, если мусульманин сдастся неверующим, то есть будет считать их своими братьями, это изначально это то, что их вводит из религии ислама. Опять-таки это указывает на недозволенность подчиниться врагам Аллаха Азза ва Джаль. Баракаллаху фик. Следующий вопрос. Иншаллах, я надеюсь, вы в таком же порядке ответите. Для меня, как я думаю, для всех мусульман важно именно шариатское значение происходящего. В общем, следующий вопрос звучит следующим образом. С точки зрения шариата, допустимо ли временное подчинение оккупационным властям? Если да, какие границы подчинения в условиях такого положения? Шейх Фатхудин, ответь, бисмилля. Абдуллах, ответь я. Баракаллаху фик. Афика баракаллах. Что касается временного подчинения,
То есть подчинение врагам Аллаха, нету такого понятия в исламе. Есть понятие то есть мирный договор на определенное время. То есть, да, в исламе разрешается делать мирный договор с неверующими, если, например, мусульмане, например, слабы, они видят, что они не могут там противостоять им, то есть они могут сделать мирный договор на определенное время. Даже вот этот мирный договор, как ученые указывают, многие ученые сказали, что вот этот мирный договор не должен превышать больше 10 лет, так как пророк, алейхиссалату вассалям, в день Худайбии, когда заключал вот этот мирный договор с мушриками Мекки, то есть этот договор у них был подписан на 10 лет. И не пришло от пророка, алейхиссалату вассалям, ничего, что указывало бы, что он делал когда-либо мирный договор с врагами Аллаха, с врагами мусульман больше, чем 10 лет. То есть я даже спрашивал у нашего шейха Абдулла Гулейфи, он также говорил, что вот это под понятием временное подчинение неверующим, это там мы должны понять, что полное подчинение им и подчинение, и как бы править по их законам, такого абсолютно не дозволено. Однако то, что дозволено, это заключать с ними мирные договора на определенное время. Аллаху алям. Баракаллаху фик. Фатхудин, бисмилlah. Мне ахи, больше нечего добавить. Как сказал наш брат Абдул-Вахид, есть такое понятие, такое положение, как заключать договора, мирные договора, вот именно в том положении, если в этом есть какая-то польза для мусульман, но ни в коем случае не по условиям неверующих, а на условиях верующих людей, которые они предоставляют неверующим. Иного, по крайней мере, я об ином ничего не знаю. Аллаху алям. То есть я правильно понимаю, в случае полного подчинения или, условно говоря, частичного подчинения, если это подчинение ведет к служению какому-то тагуту или угрожает религии ислам в целом, то такого подчинения нету. И нету подчинения, или нету подчинения в принципе вообще. То есть не людям, не являющимся там, мусульманам, секуляристы, там, те же демократы и так далее. То есть им подчинения никакого нету. Вот Сулейман зашел. Сулейман, ответь на этот вопрос. Баракаллаху фик. Сулейман Абу Дауд, я, иншаллах, зачитаю тебе заново вопрос. Тебя не было, когда мы его задавали. В общем, вопрос звучит следующим образом. С точки зрения шариата, допустимо ли временное подчинение оккупационным властям? И если да, какие границы подчинения в условиях такого положения? Алхамдулиллах. Ну, вопрос, конечно, джазакумуллах хайран, вопрос, как бы о нем можно говорить и говорить, то есть обширный. Я, как бы, смотря на наше время, хочу кратко отвечать. Смотрите, касательно подчинения, у нас что есть? У нас есть, то есть если у нас нету никакого выхода, если мы не можем ничего сделать, то в этой ситуации, единственное, что Аллах Субхану ва Тааля нам разрешил, так это, как сказал, «Илля антаттаку минхум тука», как сказал Аллах Субхану ва Тааля, кроме как, если вы будете их, то есть оберегая себя, обманывать. И как сказали тот же Абдуллах ибн Аббас, те же ученые, то есть сподвижники, уже последующие ученые, они сказали, что ат-такия, то есть вот этот вот обман неверных, когда мы уже под оккупацией, когда у нас... Но, естественно, мы понимаем, когда мы под оккупацией, каждый, как сказал Аллах Субхану ва Тааля, «Фаттакуллаха мастататум», то есть уже автоматически, получается, мы не подчиняемся им. То есть бойтесь Аллаха настолько, сколько вы можете. Естественно, тот аят, который мы привели, «Ва'идду лахум мастататум мин кувва», и готовьте против них силы по своей возможности. То есть ты по факту не подчинился этим людям, но ты им показываешь, как будто ты смирился. То есть это на определенный промежуток времени, пока у тебя не появится какая-то возможность. И здесь к этой возможности мы должны стремиться. Если мы, стремясь к этой возможности, если мы как-то подготавливаясь к этой возможности, если Аллах Субханаху ва Тааля нас заберет, это однозначно, иншаллах, Аллах сделает нас шахидами. Но остаться полностью, смириться, нет, мы вообще не имеем на это права. Но есть один момент, как мы и сказали, вот этот обман, который происходит, да,
если у нас на сегодняшний день, на этот момент, если у нас нету сил, то это обман, как сказали те ученые, сподвижники, радийаллаху анхум, я иду к ним, что он не должен выходить за пределы языка. То есть мы не имеем права за счет того, что там вот эти вот кафиры нас сейчас они арестовали и так далее, то есть то, что они нас оккупировали, пойти и убивать своих братьев. Мы не имеем, единогласно не имеем на это права. То есть мы не имеем права смириться с сердцем. Как сказал посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, «Ман раа минкум мункаран фалюгайрху биядихи, фаин лам ястати' фабилисани, фаин лам ястати' фабикальбихи, фазалика адналь иман». Кто из вас увидит что-то порицаемое, пусть поменяет это своей рукой. То есть, если у нас нету, если он не сможет, то тогда языком. Если он не сможет, то тогда сердцем. И это наименьшее из веры. Поэтому, опять же, смириться, подчиниться мы не имеем права, кроме как временное подчинение, видимое время, зримое, видимое, то есть зримое временное подчинение, дабы набрать какую-то силу и попытаться как-то выйти из этого гнета. А так смириться и остаться, нет, брат, джазакаллаху хайран, не имеем права, как ты упомянул, то есть я когда зашел, там были последние строки у тебя шли, джазакаллаху хайран, не секуляристам, естественно, потому что секуляризм это неверие, не демократия, естественно, демократия это неверие. И касательно мы сейчас путем демократии что-то сделаем, а потом установим шариат, но смотрите, братья, мы не должны быть материалистами. То есть, да, сейчас у нас, мы в таком положении, что мы говорим, не, ну если мы будем там кричать, говорить, что мы за ислам и так далее, то как мы получим победу? Ну, извините меня, если каждый из нас говорит, что победа только от Аллаха, как ты ее получишь, если ты ее хочешь через неверие получить? И когда, сейчас последняя история, когда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, убегал с Мекки, и с ним был Абу Бакр, и за ними гнался Суракат ибн Малик, мы должны понимать этот момент. Он убегает, он даже в своем доме не может жить, и он Суракат ибн Малику обещает, что он оденет украшение Хасроя, правителя Персии. И представьте вот это вот, если вот сейчас посмотреть вот эту ситуацию, то есть если вот реально как бы, ну, типа материально, если на нее посмотреть, ну, человек убегает, у него только один лишь верблюд, убегает от одного человека, прячется в пещере, и в тот же момент он обещает одно из величайших, на сегодняшний день, может быть, это Россия, если Америка это Рим, Россия это на то время это Персия. И он обещает, то есть сегодня он обещает, например, я сидя здесь, человек, который, у которого мало возможностей, если я сейчас кому-то обещаю там кресло Путина, которое стоит у него там в Кремле, где-то в его кабинете, но это смешно выглядит. Если так материально рассуждать, это смешно выглядело, но это свершилось. Почему? Потому что за ним следовали люди, которые не просто материально, они реально верили в это, они понимали, у них было убеждение. И поэтому, если мы стремимся к реальной свободе, то есть мы должны пытаться, мы должны что-то делать. Победа от Аллаха. Как сказал Умар ибн аль-Хаттаб, джазакумуллаху хайран, братья, когда он отправлял своих сподвижников на римские эти города, на римские провинции, в этот момент уже на Персию, он сказал: «Валлахи ля ахафу алейкум мин а'даикум хауфи алейкум мин зунубикум». Я не боюсь за вас из-за ваших врагов, подобно тому страху, который меня постигает из-за ваших грехов. Потому что он объяснил это так, он сказал: нам Аллах Субхану ва Тааля дает победу, потому что мы лучше них. Но если мы будем с ними одинаковыми в положении, если мы будем ослушаться Аллаха Субхану ва Тааля, как они, то есть риба, зина, спиртные напитки, гулянки и так далее, но то положение, в котором сейчас находится умма, то чем Аллах Субхану ва Тааля нам поможет? Тем более персов много, их армия многочисленная, у них оружия много и так далее, и так далее. И все-таки сама ситуация. И мы должны еще понимать, что помощь Аллаха Субханаху ва Тааля сопряжена с условием. То есть мы должны этот материализм оставить.
у нас есть четкое понимание, у нас есть Творец, который, если там, я не знаю, Кадырову, не Кадырову, другим, этим, третьим, десятым, если им полномочия дал, Путин, то, альхамдулилля, мусульманам полномочия дал сам Аллах, субхану ва тааля. И нам, если бы мы хотя бы на 10-ю часть, я имею в виду умму, подчинились бы Аллаху, субхану ва тааля, подобно тому, как эти ставленники подчиняются своему Господу, этому Путину, то, наверное, Аллах бы нам помог. И теперь помощь от Аллаха сопряжена с условием. И это условие «ин тансуруллаха янсуркум». Если вы поможете Аллаху, то Аллах поможет вам. Джазакумуллаху хайран. Баракаллаху фейк за полную ясность. Теперь мы приближаемся к вопросам нашим историкам. Они нам представляют сегодня Абдулла Шамиль, наш дорогой брат. И второй историк – это Муслим Асес, наш дорогой брат. Вы здесь? Да, Да, вы. Давай начнем с себя, и Абдулла Шамиль, когда зайдет, ему тоже будут вопросы. Муслим Асес. 2 вопроса, они разбиты на 20 минут, то есть можешь уделить первому вопросу 2 минуты, второму вопросу 18 минут. То есть на твое усмотрение. И вопрос звучит следующим образом. Можно ли сказать, что военное поражение в 2 чеченских войнах является маркером того, что сопротивление всего Кавказа в целом бесполезно? Баракаллаху фик. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алейкум ассалам ва баракату. То, что я много раз об этом уже говорил, Абу Саид, что эти вопросы, как ты говорил в самом начале, что они актуальны сегодня на фоне именно вот этой современной войны. Но это своего рода повторение и Кавказской войны, можно сказать. Все как бы повторилось и повторяется. И закономерно у людей возникают вопросы, например, последние 300 лет или 400 лет, что кавказцы вроде бы сражаются, снова и снова поднимаются, и в итоге они проигрывают, и есть ли смысл в этом? То есть это и в чеченской среде, я много раз говорил, что это и 93-й год, те, которые были на Театральной площади, что они тогда говорили, приводили примеры из имамата, вот прямо это тогда проговаривалось, что вот мы 25 лет воевали, имамат время, вся как бы страна была в руинах, сожжена, те, кто погибли, погибли, те, кто выселились, что мы это хотим повторить, это прямо проговаривалось и в 93-м году. Поэтому эти вопросы актуальны, они и смысл борьбы ли? Вот если смысл борьбы, да, в этом во всем. Он есть, я сейчас не буду так глубоко в историю уходить, но общеизвестные исторические примеры, если народы не борются или прекращают свою борьбу, просто даже борьбу их могут захватить, оккупировать, но они могут вести дальше восстание. А если они прекращают восстание и прекращают борьбу, эти народы исчезают. Вот просто море примеров там. Можно и в Америку уходить, что там мы делали, можно в Австралию уходить, можно в самой России видеть финно-угорские народы. Много народов, которые просто растворились, их сегодня нету. То есть признание поражения в войне, оно приводит просто к исчезновению. Тебя поглощают. В нашем случае, получается, нас поглощает или хочет поглотить Россия. И она показала на своих примерах, что она это делает и с этим хорошо справляется. Мы это можем видеть на примере татаров, на примере башкиров, я уже не говорю про этих финно-угуров, что многие проходили христианизацию, русификацию и теряли свои корни. Их сегодня нету, растворились в этом народе. И хотим ли мы превратиться, вот для сегодня, для кавказцев это в первую очередь, да, ментально пример, хотим ли мы превратиться в русский народ? Наверное, очевидно, что для всех, каких бы они политических позиций не придерживались, неприемлемо будет превращаться вот в этот современный русский народ. Ну, это то, что нас ждет, если мы прекратим борьбу, прекратим сопротивление. Можно приводить примеры.
снова, как я сказал, это Кавказская война, я ее, как бы, можно считать, это и есть неоконченная Кавказская война. Вот эти современные две войны, это можно считать продолжением вот этой общей вековой борьбы. И причины поражения, помимо того, что это столкновение империй на Кавказе, да, когда большие там из Ирана, как персидские наследники, там империя приходит, здесь с севера, такие мощные, сильные империи, конечно, силы несопоставимы. Но там можно сделать акценты на то, что не было необходимого требуемого единства среди кавказцев вообще, я имею в виду. Если мы вот так будем смотреть, мы не видим вот этого необходимого сплачивания кавказцев. Вот это сплачивание, оно намного эффективнее дало бы нам возможность вести борьбу. Но этого нету. Там свои причины. Это можно уходить в эти 19 век, 18 и так далее. То же самое в современности. Как бы был ли и есть ли шанс у нас на качественное, хорошее сопротивление и победу? Есть, безусловно. И тогда, и в 19 веке, и в 18 и ранее они могли быть, если бы сами кавказцы понимали бы, с кем они имеют дело. И придерживались бы того, что им говорит религия. То есть не разделяться, наоборот, объединяться, держаться за веру Аллаха как единое целое. В нашем случае вот эти две современные, если перейдем сразу к этим двум последним войнам, смысл борьбы есть. То, что вот в 90-м году так получилось, что только одна Чечня как бы отсоединилась, хотя проект был общий кавказский, мы знаем про ассамблею горских народов, которая потом превращается в конфедерацию, разные попытки и Кавказского дома, когда в 92-м году Джоухар предлагает еще один вариант объединения, ну там в том числе и Закавказье имелось в виду. Мы видим эти попытки снова, и получается, если бы мы Кавказ как единое целое, тогда бы в нужный момент, бывают моменты, когда надо действовать. Вот здесь и сейчас надо действовать, потому что все необходимые условия сходятся. В нашем случае развал СССР, эти условия, они тогда, можно сказать, сошлись. Но мы были не готовы, получается. Можно найти оправдание, что 130 лет жили к этому моменту под оккупацией, там это свой осадок оставило, несколько поколений, что не было готовых кадров, вражеская идеология свою роль сыграла. Но я думаю, что на тот момент, если бы фронт Кавказа был бы растянутый, например, если бы русским пришлось бы копать траншеи там, от Махачкалы, например, под Махачкалой где-то, если бы начинались эти окопы, как сегодня мы видим вот в Украине, да, вот эти сотни километров, а заканчивались где-нибудь там под Черкесском, например, под Карачаево-Черкесия, да, вот под Черкесском, например, где-то там, если бы эти окопы заканчивались, ну, где-то 500 километров. Но в наших горных условиях Кавказа мы видим, что и 19-18 век такой борьбы, как кавказцы, ее нету даже во время колонизации, захвата Средней Азии. Это не связано, что мы особенные какие-то были. Ну, наш рельеф, природные условия, они как бы для России сделали много проблем. Она легко захватывала Среднюю Азию. Если вы посмотрите, как, за какое время она колонизировала Среднюю Азию, вы увидите, что Кавказ долго сопротивлялся. То есть вот это наше природное как бы условие, оно нам хорошо помогало сопротивление вековой против России. Получается, есть возможность и была возможность. Это единство Кавказа. Получается, вот если кавказцы будут едины, выступать единым фронтом, понимать, что это общий наш дом, общая обязанность, и она должна быть как бы едина. Вот эта обязанность для всех кавказцев. И второе, ну это я сейчас говорю как внешнее, да, вот быть единым целым, единой стеной для сопротивления внешнему врагу. А потом есть внутренние проблемы. То есть, когда внутренние распри, внутренние разобщенности, внутренние разные видения не дают необходимого эффекта для объединения.
И это ведет к таким результатам. Например, в нашем случае я как бы этим известен, что вот эти экскурсы делаю именно как историю Ичкерии 90-х годов. Я старался какие-то эфиры провести на русском, чтобы это было как бы понятно и для других кавказцев, как опыт, анализ тех ошибок, которые совершили чеченцы. И в этом есть, конечно, и наша вина. Я как бы всегда стараюсь в первую очередь увидеть наши ошибки, в чем мы были виноваты, и там есть внутренние проблемы, и до Первой войны есть проблемы, когда нету необходимого единства внутри вроде бы тех, которые являются сторонниками одной идеи. То есть разобщенность в рядах получается, споры получаются. Это можно сказать, там, вот, противостояние, которое произошло у Джоухара с парламентом, вот эти политические внутренние распри происходили. Ну, это все можно объяснять отсутствием кадров. Как я уже сказал, там 130 лет находились в роли колонизированной территории, поэтому и таких кадров не было. То есть в чем-то есть и наша прямая ошибка, вне зависимости от внешней угрозы, я имею в виду. Ну и враг как бы этим пользуется. Это тоже можно отдельно много рассказывать. Что еще я хотел сказать? Короче, вот это то, что мы, можно сказать, на сегодняшний день как проиграли, это ничего не значит, потому что сама борьба, она нас сохраняет. Как я сказал, это мы видим и в Кавказской войне. Снова можно сказать, что если бы мы не боролись, если бы наши предки, наши отцы не боролись бы, мы сегодня могли быть русским народом. Да, за это платится большая цена, то есть и погибают, и сражаются, проходят разрушения. Но я тоже об этом много раз говорил, что люди, они все умрут, кто раньше, кто позже, то есть это свойственно людям умирать. Как бы и новые люди рождаются, дома, села разрушаются, их можно снова построить, есть кирпичи, цемент, все это можно сделать. Но если народ морально, духовно умрет, вот тогда начинается конец, все, на этом все заканчивается. Получается, сама борьба, как и в Кавказскую войну, так и вот эта современная борьба, она колоссальную пользу сделала. Просто какие-то люди, они судят как бы вот потому, что они видят, как по-мирскому, скажем. И вот они не видят тех результатов, которыми им хотелось бы вот так увидеть. Но у нас нет возможности показать альтернативный виток развития истории, где мы не боремся и русифицируемся, и превращаемся в кафиров или в русских, деградируем. Поэтому, если бы была бы возможность показать, что нас могло бы ждать, и сегодняшнее наше состояние, я думаю, что многие согласились бы, что мы сегодня находимся в выигрышном положении. И там много я могу об этом говорить, поэтому, по-моему, я уже 10 минут наговорил. Не буду затягивать этот период. Да, 10 минут поговорил. Есть у тебя еще 10 минут. Ты можешь потратить эти 10 минут на следующий вопрос. Звучит он следующим образом. Муслим, можно ли сказать, что милитаристская позиция Дудаева привела к насилию, убийствам и разрухе и не оставила за собой ничего, кроме негативного опыта как для самого чеченского народа, так и для Кавказа? Ну вот, как раз вот в русле этого я как бы и старался говорить. То, что ты вот этот вопрос так формулировал, милитаристская, как будто вот Джоухар изначально был. Но это есть в народе такое, и среди чеченцев эта пропаганда пропагандируется, как бы навязывается, и вообще среди кавказцев тоже есть. Это связано с тем, что Джоухар Дудаев типа был генерал, и вот он типа как будто нарывался на войну с Россией. Но на самом деле для любого человека, который объективно будет изучать эту современную историю чеченской борьбы, он убедится, что Джоухар абсолютно не был человеком, который нарывался на войну с Россией. Вот вообще, от слова вообще. Я приводил примеры много раз, что у сторонников независимости во главе с Джоухаром Дудаевым, это как во времена ОКЧН, где он является председателем,
в мае месяце 91 года, то есть за несколько месяцев до 6 сентября еще, именно у этой команды во главе с Джоухаром есть межгосударственный договор с Россией. То есть это как бы отметает все вот эти обвинения, что Джоухар хотел войну или стремился к войне, если еще в мае, до того, как стать президентом, есть предложение подписания межгосударственного договора. То есть это первый пример, что Джоухар как таковой вот этой милитаристской идеологией не руководствовался. Изначально он прекрасно понимал, с кем имеет дело. Проблема была в том, что войну навязывала Москва. А чеченцам, получается, оставалось только обороняться. То, что Москва именно навязывала вот этот военный путь решения проблемы, игнорируя волеизъявление этого народа там, и то, что в 90-м году на съезде происходит, и то, что в 91-м происходит, и выборы президента, это все полностью игнорировалось, и мы помним, как 8 ноября издается вот этот указ этого Ельцина о чрезвычайном положении, и отправляются войска. Из Москвы летят самолеты, и попытка с Владикавказа оттуда пройти, там рельсы ингуши разбирают. То есть попытка была спровоцировать военный конфликт, и она была от России, да, от Москвы, от Ельцина. Вот эти как демократы, ну, и либеральные пришли к власти, их весь Запад тогда хвалил, радовался, что коммунисты рухнули, а это просто неофашисты были. Это тогда были люди, которым это было очевидно. Один из этих, как отцов-основателей, Сайд Асан Абу Муслимов, есть в Ютубе даже этот ролик, за октябрь месяц 91 года, то есть еще даже нету выборов президента Джоухара Дудаева, где объясняется, что Ельцин – это неофашисты, которые будут вести себя именно как фашисты. И подтверждение этому мы видели то, что происходит буквально в следующем месяце, в ноябре, когда вот эти войска вводятся, и из Москвы летят самолеты. Мы видим это в 31 марта в 92 году, когда вооруженные 200-300 человек заходят в центр Грозного, у них есть БРДМы, пытаются захватить парламент прямо там, в центре площади, вооруженные до зубов, там боестолкновения в этом телевидении происходят, 2 погибают в этом телевидении. Буквально это 31 марта, в октябре то, что происходит, геноцид ингушей в пригородном районе, 10 ноября войска входят в республику, вот пару месяцев, и Россия все время, получается, провоцирует. 3 провокации в течение года, вооруженные, военные. Дальше в 93 году начинаются уже политические провокации. Например, вот этот Ахмад Килиматов, который тогда является в этой так называемой оппозиции, у него есть написанная книга, где он прямо сам уже пишет, как бы он этим козыряет, как они теракты совершают. Там в течение вот этих боестолкновений, которые начался в 4 июня, и до сентября месяца 20 терактов они совершили. И Гантимиров Беслан еще хотел взорвать 4-тонный грузовик рядом с домом, с президентским дворцом. То есть предлагал 4 тонны загрузить и взорвать. 20 терактов в течение 2-3 месяцев. С августа месяца начинаются бои, русские начинают завозить в наперечный район на вертолетах и оружие и так далее. 94 год, с лета месяца начинаются вообще активные, люди просто плохо знают эти исторические моменты, практически законно-военные действия начинаются, начиная с Урус-Мартана, захвата Урус-Мартана, и все. И вот в сентябре, как начинаются боевые действия, просто за один сентябрь месяц 8 крупных боестолкновений, вот конкретные бои с применением тяжелой техники. В октябре несколько боестолкновений, 13, 15, 19. В начале ноября, даже до этого 26 ноября, там вот конкретно идут эти боестолкновения. И получается, а где у Джоухара было время? И где его милитаризм проявлялся, если он все время он стал там президентом в ноябре 91-го, это сколько у него там, 92-й, 93-й год и до лета 94-го года. А за эти 2,5 года вот столько провокаций
столько покушений. 27 мая 1994 году разрывают колонну, в которой на машине едет Заканюрта в Грозной. Джоухар Дудаев, заминированная машина, ее взрывают, и там погибают люди. Просто это вот можно без конца рассказывать. Я здесь хочу сделать акцент на том, что вот милитаристская, то, что, как говорят, политика Джоухара Дудаева, это есть в народе, это среди чеченцев вот так хорошо пытаются это вбить это в голову, что типа Джоухар на эту войну нарывался, это неправда. Есть много, я мог бы отдельно, может, как-нибудь расскажу, сколько было попыток с нашей стороны договориться, то есть заключить договор, начиная с марта месяца 92 года по 94 год, ну, грубо говоря, 10 попыток с нашей стороны договориться, предлагая разные варианты, предлагая заключить какие-то межгосударственные договоры. Это полностью игнорировалось. Вот этот договор, о котором я говорю, который был предложен еще во главе с Джоухаром, когда он председатель ОКЧН, в мае 91 года, потом через все вот эти теракты, через эту первую войну в 97 августе, на базе этого договора чеченцы делают 3 разных варианта. 18 августа везут Ельцину в 97 году. Снова предлагают, давайте там... И тогда Джоухар говорит, там, как СНГ, можно сказать, что согласны на СНГ. Нет, это игнорируется все время. То есть, вот это первое, то, что мне хотелось здесь на этом акцентировать, что милитаризм был со стороны России, со стороны Джоухара, попытки его избежать, а потом, если тебе войну навязывают, ну, надо тогда уже воевать там, явно тебе, если в течение 2,5 года ее навязывали, в конце концов прямо вторглись тебе, ну все, тогда ты уже должен сражаться и воевать. И тогда получается вот это все, что произошло, разрушение, разруха, это вся заслуга России. А для чеченцев какой из этого опыт получился? Если что мы из этого вынесли? Мы вынесли много уроков, я надеюсь, и кавказцы вынесли в том, как нужно это делать и как не делать каких-то ошибок. Польза от этого колоссальная есть, безусловно. Я, например, знаю людей, которые, будучи сначала сторонниками Джоухара Дудаева, потом перешли к нему в оппозицию в 1993 году. С оружием в руках, можно сказать, выступали против. А сегодня они говорят, что это было правильно, что если бы мы вот так не боролись, они уже как бы себя к этому приобщают, что если бы мы сегодня не боролись, мы бы сегодня, наверное, уже стали бы русскими. Это говорят люди, которые вчера были противники Джоухара Дудаева, например. Здесь как бы заключается в этом, кто что видит или может увидеть. Что вот кто-то может видеть, что было 2 войны, что было много убитых, что было много негативного с этой войной. Ну да, а если бы не боролись бы, а если бы согласились бы, а если бы покорились бы, что было бы тогда? И можно приводить здесь исторические примеры, альтернативные, как я сказал, много можно, разные народы, которые исчезли просто из-за того, что прекратили войну, сдались. Там в самой России это можно приводить примеры, как исчезли какие-то народы, которые сегодня стали русскими. Поэтому, мне кажется, здесь вот зависит от того, как мыслит вот обыватель, который... Для него это может казаться трагическим. А тот, который знает вообще становление, историю государств, народов, вообще вот все, которые сегодня как государство существуют, это обычное явление. Это вот так вот в ходе борьбы, там, многовековой борьбы постепенно приходят к этому результату. Легко это ни у кого не было. Любые народы взять, тех, которые даже в Европе живут, это вот такая борьба через века, и правильно просто делать нужные, правильные выводы из борьбы, чтобы в следующий раз не повторить каких-то ошибок, чтобы избежать эти ошибки. А сама борьба, она просто вообще там без каких-то сомнений обоснованная и необходимая. Другого у нас варианта нету. И бывает момент, когда нужно действовать.
Вот тогда был момент, когда нужно было действовать. Развал царской России. Бывают такие моменты, Аллах делает условия, меняет. Когда вот надо раз и масштабно выступить. Но чтобы быть готовым к этому моменту выступить, как здесь уже выше братья Толибы говорили, надо готовиться к этому моменту, проводить всю нужную, необходимую работу, чтобы когда Аллах это положение изменит, чтобы мы были к этому моменту готовы этим воспользоваться. Готовы не только материально, как бы физически, и идеологически, и политически, имея наличие единства, сплоченности и понимания поставленных перед нами задач и целей, которые должны осуществить. И все тогда. Дал ты Буамбилан. Когда Дауэртер ой Дейсон, ой Холденте Хадайленду. Савелон сайт. Теперь мы переходим к Абдуле Шмилю. Абдулла Шмиль, ты здесь? Да, здесь. Да. Алхамдулилlah. Салам алейкум. Алейкум салам, рахматуллах. Да. Добро пожаловать, брат. Рады тебя видеть. Баракаллаху. Мы сразу, наверное, начнем с вопроса. Их два у меня к тебе. И на два эти вопроса тебе уделяется 20 минут. Не знаю, как ты распределишь между этими вопросами, как хочешь. В общем, вопрос первый звучит следующим образом. Можно ли сказать, что военное поражение времен Кавказской войны, в том числе времен имама Шамиля, является маркером того, что сопротивление бесполезно? Ну, я как бы вначале хочу сказать о том, что вот сейчас на канале Башня мы завершили, уже, в принципе, смонтировали вторую серию по событиям в Кадарской зоне. И вот там тоже как бы казалось бы, что сопротивление бесполезно. То есть теоретически оно было бесполезным. То есть там было как бы очень малое количество людей, ну конкретно если взять 132 человека. Эти 132 человека были вооружены там легким оружием, и то далеко не все. Вот. И окружены они были 10-тысячной, как минимум 10-тысячной армией, плюс еще там сотрудники дагестанской полиции, всякие ополченцы, там прочие третьи. Вот так вот. И то есть там тоже теоретически ситуация была как бы безвыходная, они предлагали всякие там ультиматумы, выдвигали и в начале, и по ходу боевых действий, но всякий раз как бы, даже когда уже после нескольких дней штурма они предъявили ультиматум, Мухтар рахимахуллах сказал им, что одного ржавого патрона мы вам не отдадим, и как бы будем до конца с вами сражаться. Вот, то есть, вот что бы было, вот представим, да, если, допустим, они бы как бы вот сдались. Вот если бы вот, допустим, и Мухтар, и там Джарулла, кто были, если бы они просто вышли и сказали, да, вот мы вот так вот, вот какой был бы от этого прок и какая была бы от этого польза? Никакой. Ну да, сохранились бы жизни, но все равно когда-нибудь бы умерли, кто там от цирроза, кто от инсульта, все люди смертные. Но какая польза от религии, когда она не умеет защищаться? Какая польза от этого? Вот никакой пользы нету. Вот то же самое, например, было и во времена, допустим, имамата. То есть даже до него, возьмите, давайте возьмем, допустим, шейха Мансура, к примеру. Да? Вот. Поначалу же его проповеди, они как бы носили так исключительно мирный характер. Да? Там, как бы он говорил, там, что нельзя пить вино, то есть бузу, там, нельзя курить, там, и ну, все как бы призывал к исламу, и люди к нему тянулись, люди как бы воспринимали его вообще как святого, да? Вот. И что потом произошло? Потом уже, значит, генерал Потемкин пишет везде там прокламации горцам отправляет, типа вот называет его там лжепророком, бродягой, там, обманщиком и так далее. И вот они туда отправляют. И вот эти агентура как бы говорит о том, что, значит, там в момент, когда туда уже шел отряд Пиери, когда они готовили нападение, они говорили, там убирают картошку, собирают, там фрукты собирают, то есть люди были заняты мирным трудом. Но даже такой мирный призыв империю не удовлетворял. И они отправили туда войска. Это как бы Пиери, как мы знаем, в Алдынском лесу был разгромлен отряд, его там понес огромные потери. Ну, в общем.
И вот ситуация этим и интересна, что даже мирный призыв, даже в условиях отсутствия других, вот мирный призыв – это уже экстремизм. Как только появляются люди, которые вооруженным путем пытаются как бы освободиться, да, от империи, тогда становятся экстремистами они. Вот. То есть ислам для Российской империи всегда был, как бы это было неприемлемым мировоззрением, потому что стержнем его является постулат о том, что человек является рабом Божьим. Не рабом жандарма, не рабом царя, не рабом его там какого-нибудь наместника, а рабом Всевышнего Аллаха. И вот с этим они пришли. И вот вектор российской политики тогда уже вот в XIX веке на покорение Кавказа как бы обозначился уже ясно, уже все, уже ни у кого не возникало это сомнений в том, что они будут заходить, и они будут эти территории захватывать, тем более они уже это и делали, они строили крепости, они изгоняли население, значит, ставили на этих землях казачьи станицы, значит, как бы под страхом разорения аулов они требовали покорности. Вот, то есть абсолютно дикие методы войны, и то вот это вот презрение, с которым оккупант относился к горским народам, говорили о том, что никаких прекрасных перспектив, там никакой условной России, прекрасной России будущего, да, эта оккупация не несет, тем более для горцев Кавказа, которые привыкли к независимой жизни, привыкли, которые как бы отвечать пулей на пулю, вот, и, значит, вот так. И причем, значит, даже генерал Фадеев писал о том, что, значит, они вот, горцы, значит, подчинение вот этим законам, написанным людьми, они воспринимали подчинением законам неверных, они посчитали как бы таким вообще немыслимым для себя оскорблением. Вот. И то есть была ли у них вот возможность сохранить независимость, не отстаивая ее с оружием в руках? Я думаю, что у них никакого выбора не было. Вообще никакого. Либо нужно было становиться данниками русского царя, то есть его подданными, то есть, условно говоря, теми, кто находится под данью, да, то есть как бы вот сейчас как бы налогоплательщиками. Либо сражаться. Либо нужно было вот идти под этот кнут и обречь вот все последующие поколения, то есть как бы дать вот эту дорогу вот к этому предательству проложить, да, смирению, либо сражаться. И они выбрали сражение. То, что они могли сделать, они сделали. То есть и выбрав сражение, они не дали нам права и возможности говорить о том, что это там наш исторический выбор, что там предки нам завещали и так далее, и так далее. То есть никаких таких завещаний ни в письменной, ни в устной форме нет. Их вообще как бы непонятно, кем был этот выбор, вот о котором они говорят, да, там исторический выбор. Вообще непонятно, кто этот выбор сделал и когда. То есть они пытаются пришить некое завещание к имаму Шамилю, но, как мы знаем, тут достаточно печально. Никаких подтверждений вот того, что такая присяга была дана в письменной, в устной форме нету. То есть как бы ни фотографий нету, ни свидетелей этого нету, как бы, ну вот нету ничего абсолютно. Вот. И вот они, в общем, выбрали войну. Конечно, у нынешних поколений, привыкших рассматривать войну как страшное, наиболее страшное из бедствий, вызывают вопрос, а зачем, почему нельзя было вот там мирно как-то? Нельзя было. Вот нельзя было никак. Потому что враг требовал постоянных уступок. Потому что никогда ни один оккупант, ни один колонизатор сегодня не удовлетворяется тем, чем он удовлетворился вчера. А завтра не удовлетворится тем, чем он удовлетворился сегодня. То есть он будет постоянных требовать уступок для себя. И это было тогда точно так же. Вот. И теперь, значит, даже когда
значит, когда вот этот имамат, да, и были общества, которые были за пределами, то есть под русской властью, которые находились. И русские власти всегда давали максимальный простор деятельности для тех, кто находился под их властью, чтобы те, которые находились в имамате, чтобы они видели, что насколько там мечети, все, свободы, что хоть торговля, все прекрасно. И вот этим они тоже как бы вот пытались как бы вот этот разжижить вот этот вот монолит борьбы, да. И вот. И, значит, вот как вот только что Муслим сказал очень верно, что сохранение морального облика, сохранение даже демографической ситуации во многом у нас даже лучше сохранило, то есть мы еще рождаемся, мы еще там вот, допустим, в Дагестане, да, альхамдулилля, в Чечне, в Ингушетии, везде мы видим прирост рождаемости, то, чего мы не наблюдаем в других регионах России. Это только потому, что у нас сохранился традиционный уклад. А традиционный уклад у нас сохранился то, что наши народы сопротивлялись, наши народы воевали, наши народы не просто так пошли в эти конфликты, потому что мы можем вот народы Сибири видеть, просто там вообще ужасная ситуация была вот в плане колонизации. У них просто отбирали земли, их выгоняли, приходили эти русские приставы, они все земли, все. Вот как нынешняя ситуация примерно в Палестине. И вот. Так вот, один из очевидных позитивов вот в этом и заключается, что последующие поколения живут, зная, что они стали частью вот так называемой братской семьи, значит, и они знают, что вот как это произошло, что их штыками туда затолкали. То есть Кавказская война оставила огромной величины разлом, альхамдулилля, что мы не единое целое. Этот разлом мешает нам сегодня стать вот частью вот этого российского социума, так называемого, стать частью этого безголосого, безликого, безвольного электората. И то, что мы сегодня видим там, и там сопротивление, какие-то митинги, какая-то жизнь бурлит где-то, хоть они ее пытаются загасить, задушить, но это все происходит по причине вот этого несоответствия, по причине ментального несоответствия, по причине духовного несоответствия и по причине сохранения исторической памяти, в которой была эта Кавказская война, после которой, если представить даже, что она завершилась там в 1964 году, да, то есть после этой Кавказской войны были ее рецидивы, постоянные восстания, постоянные бунты, потом уже перешло это в обречество, потом уже как бы вот после советской события в Чечне, там дальше уже распространение этой как бы на весь Кавказ, по крайней мере на восточную часть Кавказа. Вот. То есть подвиги этих героев, они продолжают мотивировать нас сегодня. Кавказская война продолжает давать такие мощные как бы вот мотивационные импульсы. Даже несмотря на то, что она была проиграна. Но она проиграна. Но мы сегодня можем сказать, они не покорились, и мы тоже не покоримся. То есть они нам проложили дорогу, они нам как бы осветили эту дорогу своим подвигом. Вот. И, значит, Кавказская война оставила вот настолько глубокий след в исторической памяти кавказских народов, что даже на пророссийская вот это как бы пророссийски настроенная часть, вот, по крайней мере, дагестанского общества, там, даже на сайтах дагестанского муфтията можно всегда найти там хвалебные пассажи в адрес имамов кавказского газавата. Вот. И, значит, теперь можем ли мы сказать, что поражение в 25-летней войне против такой огромной империи может считаться негативным опытом? Конечно же нет.
Вообще негативного опыта не существует. Любой опыт – опыт. Вот. И мы теперь знаем, да, что Российская империя, ее методы, ее действия, как она действовала в отношении, как бы вот, в отношении тех народов, которые они считали мирными, немирными и прочими. То есть разная методика действий. Вот так вот. И вот, то есть, как только оккупанты справляются с теми, кого они считают радикалами, да, они берутся за тех, кого они считают менее радикальными. Потом уже на роль радикалов назначаются те, кто вообще даже не радикал, кто просто молится. Вот сейчас признаком исламизма считается там молитва, к примеру, в публичном месте. Вот уже это запрещают. И когда не останется вот этих воюющих радикалов, как радикалами станут те, кто словом порицает грех, кто порицает тиранов за их несправедливость. Вот, допустим, эта же ситуация с Рамазаном, вот этим Рамазановым. Могли ли мы предположить в 2003 году или там в 2005-2010, что в период вот наиболее активного противостояния, по крайней мере в Дагестане, что Рамазан подбросят патроны и там гранаты. И тогда Российская империя действовала точно так же. Те общества, которые находились под властью ее, они как бы вот ничего не испытывали, не претерпевали никаких, значит, испытаний, как те, которые находились внутри имамата. То есть вот так вот. И теперь, допустим, что касается, например, вот эта война произошла, потом были восстания, потом было обречество, потом были какие-то бунты, но все равно это Кавказ, он все равно остался каким-то темным пятном на карте России. Понимаете? И это нам сегодня дает моральное право. Моральное право дает нам сегодня не признавать эту власть и опираться на опыт предыдущих поколений. Помимо духовной как бы основы неподчинения, да, потому что даже как бы везде, допустим, если везде коранический текст говорит о том, что нет подчинения неверию, нет подчинения неверию. У нас еще есть духовный опыт наших народов, который говорит нам, как бы, что мы не данники русского царя, мы не данники русского президента, мы не один народ с Россией, мы не один народ с русским. То есть у нас все абсолютно разное. Абсолютно все. Вот так вот. Как бы и поэтому тут, конечно, Кавказская война произошла. Ну что, какой был выбор? Выбора не было. Либо нам нужно было становиться вот как бы русскими, без, как писал генерал Фадеев, без шариата, без адатов, без ничего абсолютно, чистое поле. То есть вот без никакого проявления ислама, без никакого проявления даже вот кавказскости некой, да, чисто русской провинции. Либо нам нужно было воевать. Что лучше? Ну, война, да, села разрушают, люди умирают, да, но они и так умрут. Они и так умрут. Так что лучше? Либо ты умираешь мусульманином, либо ты проживаешь еще 50-100 лет и умираешь неверующим. А российская власть, она именно она не оставляла ни одного шанса. Не оставляла ни одного шанса, чтобы как бы вот общество сохранило прежний традиционный уклад, чтобы общество сохранило религиозность. Не оставляло и сегодня не оставляет. Разве можем мы сказать, что то, что было раньше, то есть вот сравнить общество, которое еще было 40-50 лет назад, и разве можем мы это сравнить с нынешней ситуацией? Я извиняюсь, может, чересчур сумбурно говорю, но как поднимается этой темой, просто не могу спокойно разговаривать, субханаллах. А так, конечно, эта война дала
очень много уроков. Эта война и дала, я еще раз говорю, дала нам моральное право для того, чтобы мы не считали себя частью этого социума и как бы продолжили это дело. Абдулла, ты потратил свои 20 минут на ответ на первый вопрос. Давай дадим тебе еще время для того, чтобы ответить на второй вопрос. И до того, как я задам вопрос, я знаю, что у Сулеймана Абу Дауда, нашего шейха, очень плотный график, и примерно к этому времени он должен уже спать, насколько я знаю. Честно сказать, я зашел послушать, но альхамдулиллах, то, что вы проявили уважение, джазакумуллаху хайран. И к тому, что говорили наш брат Муслим и наш брат Абдулла Шамиль, то есть историки наши, этот момент, то, что от нас требуют уступок, и то, что они сейчас нам позволяют, там, какие-то мечети, какие-то что, я просто вот 2 секунды скажу этот момент, потому что это важно. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Вадду лау тудхину фаюдхинун». Они хотят, чтобы вы уступали, и потому уступают. И вот эти вот сегодня, то, что мы видим, вот этот вот визуал, то есть иллюзорный визуал ислама, который нам сейчас показывают, это и есть плоды того противостояния многовекового Кавказа против этого неверия. Джазакумуллаху хайран. А контакты возьми, брат. Баракаллаху фик. Хорошо, иншаллах. Баракаллаху фик. Шамиль, Абдулла Шамиль, точнее. Да. Следующий вопрос. Можно ли сказать, что данное... у кого-то микрофон включен? Я себя слышу. В общем, можно ли сказать, что данное сопротивление не повлекло за собой никакой пользы, а напротив принесло кровь, убийство и разруху? 5 минут, Абдулла. Я постараюсь. Так, может. Всякое сопротивление несет кровь и разруху. Нет сопротивления, которое не несло бы крови и разрухи. Но тут еще раз вот как бы два выхода из ситуации. Либо подчинение, либо сопротивление. Нету другого выхода. Понимаете? Либо подчинение, либо сопротивление. Если мы не сопротивляемся, мы подчиняемся полностью, а чем чревато подчинение неверующим, мы знаем. Мы знаем, вот братья приводили аяты, мы знаем, чем чревато подчинение неверным. Что они повернут вас вспять, и вы пропадете потерпевшими убыток. По смыслу аята так. Пропадете потерпевшими убыток. И вот мы, народы, потерпевшие убыток, видим их положение. Те, которые сражались, защищали свою свободу, но время уже прошло больше. Вот у нас еще, вот, допустим, какая-то вот недалекая перспектива. Здесь вот мы видели, допустим, Чеченская война, да, русско-чеченская война. Вторая война, которая уже потом переместилась на весь Кавказ, не с той интенсивностью, конечно, что она была в Чечне, но она переместилась, как бы она затронула и Ингушетию, и Кабардино-Балкарию, и Дагестан, как бы мы уже видим. То есть наши народы все равно сопротивлялись. Кто-то больше, кто-то меньше, но сопротивлялись. А те народы, которые оставили сопротивление, мы видим их нынешнее положение. Вот я приводил историческую справку о том, что, например, в Казани уже в конце 19 века было 19 публичных... в Баку было 19 публичных домов, в Баку. А в Казань по количеству публичных домов уступала только нескольким городам России. А это мусульманские земли. Понимаете? У нас сейчас это вот только вот так вот в той или иной мере, конечно, там, стало вот как бы появляться. А тогда там уже было это. Понимаете? И нас единственное сберегло от этого только сопротивление. Да, люди погибают, да, люди там, их там и в Сибирь отправляли, и там детей во всякие там штрафные роты и так далее. Но смысл сопротивления в том, чтобы не раствориться в этом болоте, не раствориться в этом омуте.
И на этом пути, естественно, там люди погибали, кровь лилась, ну да, погибали. А что лучше? Что лучше? Вот пришли в ваш дом, допустим, там грабители, убийцы, насильники, они там как бы напали на вас, на вашу семью. Что лучше? Сопротивляться или просто сдаться в надежде на то, что что-то там как-то они одумаются или что-то там изменится? Понимаете? Да, сопротивление, естественно, несет потери. Но это сопротивление, это же сопротивление перед Всевышним. Всевышний же видит. Он же, вечная же жизнь нас ждет, правильно? Не дольная жизнь, вечная. И вот с точки зрения вечной жизни, если подумать, если оценить эту ситуацию, было ли это бессмысленным или нет? Бессмысленным было бы то, что если бы наши народы покорились и пошли в эту лямку добровольно. Взяли бы эту бичеву и пошли бы тягать их корабли. Вот это было бы бессмысленно. А то, что наши народы сопротивлялись, то, что наши народы показали нам этот пример, разве это может быть бессмысленным? Вот так. Поэтому и даже вот нынешняя ситуация, она во многом обусловлена тем, что было. Потому что если бы тогда они сдались, примирились, если не было бы не было бы этой величественной борьбы, если бы не было этих кавказских героев 19 века, 18, даже начала 20-го, может быть, и не было бы той ситуации, которая, то есть не поднялся бы, например, чеченский народ на борьбу с этими колонизаторами. Понимаете? Потому что уже тогда это пространство было бы полностью зачищено. Уже тогда не оставалось бы никого, кто бы думал о независимости. Поэтому я думаю, что сопротивление, оно имело колоссальный смысл и оказывает даже на нашу жизнь сегодня колоссальное влияние. Колоссальное влияние. Даже в Турции, например, постоянно, допустим, они, когда они спрашивают, там, Кавказ, там сразу у них там имам Шамиль, Дудаев, Басаев, у них все они всех этих героев знают только потому, что и Кавказ стал известен только потому, что он сопротивлялся. Там ни Хабиб Нурмагомедов, там, ни борцы, там, никто. Именно только благодаря сопротивлению, только благодаря Кавказской войне, только благодаря тому, что наш народ, наши народы встали на пути вот этой имперской экспансии. Только поэтому. Поэтому, я даже для меня этот вопрос, он совершенно понятен. Ответ на него совершенно понятен. Баракаллах фик, Абдулла Шамиль. Остальным спикерам я буду напоминать времени. Иншаллах, я хотел бы маленькую ремарку сделать по поводу вопроса и ответа Муслима СС, где я в ходе своего вопроса упомянул некое ошибочное и абсолютно лживое мнение, бытующее в кавказском обществе, я говорю в целом, что Дудаев и дудаевцы милитаризировали Чеченскую республику. Дудаев и дудаевцы и чеченский народ в целом был вынужден вооружать себя, дабы с ними не случилось то, что случилось с их предками. И насколько я являюсь не каким-то простым обывателем, а прямым носителем этой идеи, и моя семья являлась прямым носителем этой идеи, то есть независимости Чеченской Республики, да и всего Кавказа в целом, то я наблюдал то же действие, только в более малых масштабах и в Ингушетии, так как у меня родственники Ингушетии были, я туда ездил в те времена. То есть Кавказ на тот период, на тот момент вооружался в принципе в целом. Муслим, ты хотел что-то добавить? Бисмилlah, добавь, и мы продолжим. Муслим, иншалла, я надеюсь, ты справишься 2-3 минуты. Да, я просто
вот эту предысторию Кавказской войны, как я сказал, я считаю, что современная история – это продолжение нашей вековой борьбы, и поэтому, когда это берешь в контексте, то ни у кого не возникнет вопрос, что происходило в 90-х годах или в 2000-х годах. То есть это вот вековая борьба наших народов. И вот то, что здесь Шамиль проговаривал, я хотел бы бегло пройтись, что я об этом уже говорил, что до конца XVIII века Россия просто тупо христианизировала народы. Это была как бы государственная политика и программа. У них есть, как-то это называется, собрание 1649 год, Земский собор, они там какое-то положение принимают. Это у них как бы конституция на тот момент вот этого московского государства. Ну, грубо говоря, как назовем это как конституция, да, государственная политика и правила. Там прописано четко было как ассимиляция и притеснение мусульман. В то время это касалось в первую очередь татаров и башкир. И это продолжалось до конца XVIII века. И только борьба, в том числе башкиров, которые никак не хотели смиряться, а потом то, что больше кавказских народов попадало уже в зависимость России, там Крымское ханство активно уже и на Кавказе завоевание, они начинают применять вот этот метод разрешения там, постройки или молитвы, ну вот этот муфтият, который у них создается. Но попытки христианизации, это я сейчас говорю для слушателей, которые могут не понимать и являются нашими идеологическими, политическими противниками, просто они могут уделить чуть-чуть время, и они увидят, что была государственная программа по христианизации кавказских народов. Именно, они считали, что именно отличие мусульманской веры, что оно является базовой, которая вот этих кавказцев не дает как бы России проглотить их, ассимилировать. И четко была политика, что нужно именно христианизировать. И это продолжается в начале 19 века. Потом вот эта вот борьба, которая поднимается в 30-х, 40-х годах, чуть-чуть эту волну сбивает. А после окончания, или в конце окончания Кавказской войны, 1857 года, снова князь Борятинский посылает в Москву там, или в Петербург, у них столица, да, и принимаются решения по дальнейшей христианизации. То есть эта политика, она дальше продолжалась. И именно борьба наших предков мешала им нас христианизировать. И когда вот так люди будут воспринимать эту историю, они будут понимать, что здесь происходит в 90-е годы или в 2000-е годы. Просто тот, кто, например, будет нас воспринимать какими-то пропагандистами, ну, пусть они обратятся к этим источникам, это документально прописанное. И получается для нас альтернатива стать русскими, стать кафирами, и даже наши оппоненты, которые нам оппонируют из числа наших народов, как я сказал в своем первом выступлении, никто из них точно не хочет стать русским. Но нам эта доля, она была предложена и предлагалась. Я говорил про генерала Лабунца, Лабунец, который называется, который даже в начале 2000-х прямо говорил чеченцам: пока ваши женщины не будут выходить за нас замуж и рожать детей, мы от вас не отстанем. Это прямо говорилось и российским генералам в начале нулевых. Баракаллаху фик, нашим историкам. Теперь переходим к политологии. Мухаммад Тариев. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ага, Мухаммад Тариев. Да, Тариев, для начала хочу тебя поздравить, брат. Слышал, читал новость. Да. Не знаю, можно ли поздравлять с этим мусульманином или нет. Мухаммада внесли в список инагентов России, и он официально является искомым. Мухаммад, у меня к тебе такой вопрос. У меня два вопроса к тебе. На два вопроса будет у тебя 15 минут времени, и по истечении 10 минут я тебе сообщу. То есть я тебя перебью жестко и сообщу, что у тебя истекло 10 минут твоего времени на ответ. Если ты с этим согласен, иншаллах. Да, абсолютно. На твой взгляд, откуда берутся нарративы о бессмысленности сопротивления и кто их главный бенефициар? Ну, нарративы о бессмысленности сопротивления, конечно же, производит оккупант, потому что гораздо выгоднее с детства убеждать оккупированных, скажем, в школьную программу закладывать, что бессмысленное сопротивление – это гораздо дешевле, экономически выгодно,
убедить человека в том, что он не должен сопротивляться, поскольку это бесполезно, чем потом бороться и воевать с этим человеком. Поэтому производитель Кремль в нашем конкретном случае. Все, я ответил на вопрос. Ну, конечно, да. Баракаллаху фик. Следующий вопрос звучит следующим образом. Неудачи в предыдущих революционных движениях, особенно в Чеченской войне, часто используются как инструмент для подавления мотивации к сопротивлению. В ингушском обществе мы слышим нарратив «Успокойтесь, вы не видели, что произошло в Чечне». Что бы ты ответил на этот тезис? Слушайте, ну вообще термин как бы неудачи предыдущих революционных движений. Дело в том, что это опять же тот же нарратив, что сопротивляться не надо. В принципе, это тот же первый вопрос, да, что сопротивляться не надо, и в ингушском обществе он оформляется в виде того, что мы маленький народ, мы то, нам это не надо. Если России не будет, у нас света, газа, воды и так далее не будет. То, что мы живем в составе России уже столько лет, и у нас ничего нет, и у нас только отнимают, как-то не поднимается этот вопрос. Просто вопрос в другом. Куда хочет смотреть ингушское общество? Ингушское общество хочет смотреть вперед или ингушское общество хочет смотреть назад? Если ингушское общество хочет смотреть вперед, и мы говорим о том, что нам нужна государственность и независимость для того, чтобы у нас была газ, свет, вода, нормальное образование, нормальные дороги и так далее, то мы должны думать о будущем и говорить о будущем. Но я одну вещь заметил. Очень сильно среди кавказских народов вот этот нарратив «давайте разберем, что было тогда». Если мы говорим о тогда, то любая война, которая была, она была абсолютно другая. Большая Кавказская война отличалась от той войны, которая шла в 94 по 96 в Чечне или потом по 2000. Сейчас войны будут совершенно другие. Абсолютно другие. Сейчас будут войны интеллекта, будут войны дронов. И поэтому, если кто-то думает, что он там хорошо бегает, быстро прыгает и так далее, то очень головатый мальчик, умеющий правильно обращаться с FPV-дроном или с дроном, который делает сбросы, умеющий обходить рэбы, знающий принципы работы рэбов, достанет любого героя, любого Рэмбо и уничтожит его. Соответственно, сейчас война будет совершенно иная. И все будет совершенно иное. Мы должны думать о будущем. Вот у России в данном случае нарративов на будущее нету. Нечего русским нам предложить. Ни нам, ни башкирам, ни татарам, ни мусульманским, ни немусульманским народам. Что нам могут сегодня предложить русские? Они нам сегодня продают что? 9 мая. Сейчас они возят эту украинскую подбитую технику. То в Магасе она была, сейчас в Махачкале ее разгружают. Опять же, они продают это прошлое, это величие, это героизм. Нам надо просто остановиться и посмотреть в будущее. Что мы там видим? Мы же не ходим по улице, повернув голову назад, правильно? Мы идем, смотря вперед. Я думаю, что стоит об этом всем кавказским народам подумать. Потому что если мы не будем смотреть вперед, если мы будем руководствоваться, спорить, где, чье, когда, герои Кавказской войны, там, прав был имам Шамиль, неправ был имам Шамиль, он был герой, он был не герой. По факту для меня это вообще как бы не предмет обсуждения, да, потому что любой из тех, кто сопротивлялся России, для меня всегда будет выше, я не знаю, для меня будет выше даже, не знаю, оружие, которое у него в руках, для меня стоит дороже и вызывает у меня больше уважения, чем тот, кто сегодня может развалиться на диване и начать рассуждать, да нет, не был он такой же герой. Там Дудаев был неправ, Шамиль был неправ, они были правы, история это доказала. Теперь интересно, будем ли мы правы, сможем ли мы в будущем и будем ли мы готовы в будущем оказаться правыми и победить. Тем более сейчас технологии нам позволяют. Технологии сейчас очень сильно нивелируют количественное превосходство. То есть завалить мясом даже такую страну, как Украина, у России, при том, что она заваливает, средний срок жизни российского солдата 17 дней на фронте. И уже даже Украину не получается победить. То есть, соответственно, у нас появился шанс. У всех кавказских народов, у всех
нерусских народов появился впервые за последние 300 лет шанс. Все, я закончил. Баракаллаху фик. Вопрос будет к Ансару Гарху. Ансар, здесь ли ты? Да, подожди. Ансар, вопрос тебе. Как исторические поражения могут формировать культуру и восприятие независимости среди населения? Бисмилля, альхамдулилля, салату вассаляму аля расулилля, ва аля алихи ва сахби аджмаин, ва ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Приветствую всех братьев на нашем канале. Джазакумуллаху хайран всем. В первую очередь, прежде чем ответить на вопрос, я хотел бы напомнить, что цель нашего эфира сегодняшнего, на какой вопрос мы хотели ответить, это то, что в любом обществе, которое держит под оккупацией, ему всегда внушается, что сопротивление бесполезно, это все не нужно, мы вам принесли свет, мы вам принесли знания, технологии и так далее. То есть это мы все слышали неоднократно. И меня конкретно интересовало именно ингушское общество в этом эфире. Почему? Потому что очень часто я встречаю особенности от взрослого поколения, когда они приводят пример чеченской борьбы. Они говорят, я все помню, там было все не так, Дудаев перегнул, или кто-то что-то там не так пошел, мы пошли умным путем, а они пошли на рожон, поэтому они пострадали. И вот это все, оно как бы преподносится как что-то, мы вот такие умницы, а вот они совершили ошибку. На самом деле, это очень грубая ошибка, потому что народы, которые сопротивляются, именно они и спасаются, а не те, которые покоряются. Да? Это всем известная аксиома. И исторические поражения, как правило, в сознании народа, они усиливают стремление к свободе. И кавказская история тому яркий пример, то, что перечисляли здесь наши братья-историки, это 100% я согласен, потому что мы сопротивлялись, именно поэтому мы находимся вот на этой стадии развития, когда мы, даже мировые какие-то аналитики признают, что в случае краха России, первые во всей России, огромное количество народа, да, 190 народов проживают, из всех, первые на очереди, которые потенциально могут получить независимость и отстаивать свою независимость, это Кавказские республики. Это очевиднейший ответ на вопрос, стоит ли сопротивляться. Но часто оккупант, как мы знаем, имеет тотальный контроль над образованием, над средствами массовой информации. Тем самым он может влиять на новые генерации, на новые поколения. Не то, что он на генерации влияет, да, и ход истории он тоже может менять в обратном направлении. Возвращаясь в историю, они могут ее менять и, соответственно, лишать людей будущего. Оттуда идет эта подмена понятий, где герой становится бандитом, оккупант становится освободителем, а ложь становится истиной. Конечно же, я не хочу углубляться в историю, я просто коротко скажу, потому что многих это интересует, особенности в ингушском обществе, доминирующая такая нелепость есть, как добровольное вхождение ингушского народа в состав Российской империи 1770 года, где небольшое количество равнинных ингушей обязались принять власть русского царя над собой в обмен на то, что Россия обязуется защитить ингушей от внешних угроз. Вот это вот соглашение, оно преподносится сегодня как, во-первых, точка старта вхождения добровольного ингушей. Но на самом деле, во-первых, это соглашение было заключено, как я сказал, небольшой группой равнинных ингушей, которые были наиболее уязвимы. Во-вторых, этот договор позорно нарушили сами же русские. В 1786 году, когда началось нашествие крымского хана, русские войска просто сбежали, разрушив свои собственные крепости, в том числе печально известную Владикавказскую крепость. То есть они просто сбежали, нарушив договор, который с ними заключили вот эта небольшая горстка равнинных ингушей. Второй пункт этого же договора запрещал препятствовать заселению ингушей равнинных земель. То есть в области Владикавказа и вот эти равнинные земли
ингушам не должны были препятствовать заселять эти территории. Но, как нам известно, вскоре Россия начала занимать стратегические территории возле Терека и другие территории, которые им были выгодны в военно-стратегическом плане. И они не только ингушей ограничили переселение, но и насильственно переселяли их со своих земель. Но даже если мы закроем глаза на все эти нарушения, остается самый главный ключевой момент. Никогда в истории такого не было, чтобы договор, заключенный под давлением, в условиях, когда народ находится перед лицом экзистенциальной угрозы, чтобы этот договор считался легитимным. Это просто абсурд. Вот если вот сейчас у меня есть оружие, я вооружен, и есть беззащитный человек. И я ему говорю, давай с тобой договоримся. Ты мне отдаешь свой кошелек, а я как бы гарантирую тебе безопасность. И человек говорит, хорошо, что мне делать? Отдает свой кошелек. И я потом говорю кому-то, а у меня с ним договор просто был. Это как бы ненасильственно было. Это было бы, это само по себе абсурдно, да, когда я говорю, у меня был с ним договор, и я вот этот кошелек у него по договору забрал. Это еще как-то звучит. А как это звучит, когда эта жертва, у которого я забрал кошелек, убеждает всех остальных людей, что якобы он заключил со мной договор, чтобы отдать свой кошелек мне бесплатно. Это абсурд, то, что сегодня транслируют вот эти так называемые пророссийские историки там, и прочие непонятные люди. Не хочу оскорблять их. То есть это соглашение априори не может считаться добровольным. Второй пример использования исторической памяти людей в своих оккупационных нуждах – это соглашение 1810 года. Это соглашение также подписали равнинные ингуши перед лицом угрозы. Не буду вдаваться в подробности, что за угроза и так далее. Факт в том, что это соглашение было позорным. Это нужно признать, это было позорное соглашение, в котором были позорные пункты, там, принять христианство, изгонять исламских проповедников и так далее, и так далее. Это соглашение, нужно понимать, что внесло раскол в ряды горных и равнинных ингушей. И тем самым ослабило наше общество. То есть кучка людей, которая заключила этот договор, я не хочу, не будем говорить кучка людей, люди, которые заключили этот договор, из-за своей ошибки они раскололи наше общество, но, альхамдулилля, по милости Аллаха, все-таки ингуши довершили свою исламизацию и тем самым нарушили этот договор сами же. Пункты, которые там были, принять христианство и так далее, изгонять мул, это все было нарушено самими же ингушами тем, что они довершили исламизацию и укрепились в вере, тем самым отвергли это соглашение. Конечно же, за это они поплатились. Вот это коротко касаемо вот этих абсурдных вещей, которые транслируются сегодня, добровольное вхождение и так далее. Оттуда же идут эти все нарративы, что ингуши никогда не сопротивлялись, они всегда покорялись и так далее, и так далее. Вот это все, вот эти все позорные нарративы, они все идут там, мы пожизненно были с ними, там генетически, там, ментально были с ними, вот эти все позорные вещи. Некоторые люди, которые это транслируют, они могут это там сегодня стать там, на трибуне и сказать, вот, генетически мы должны быть с русскими, прийти домой и сказать, сказать, что эти русские конченые твари. Но в то же время этот человек думает, что он приносит пользу своими словами, как бы защищает свой народ от ожидаемой какой-то угрозы. То есть он как будто бы схитрил. Но он не понимает, этот человек не понимает, что тем самым он очень сильно навредил своему народу. И в конце я бы обратился к так называемым историкам, о которых мы говорим, и людям, которые считают, что вот подобным поведением, коверкая историю, они помогают своему народу. Хотел бы им сказать, чтобы они поняли, я не знаю, насколько они готовы принять истину или насколько они готовы там, к саморефлексии и осознанию, да, того, что они делают. Но все же я бы хотел им сказать, что это предательство своего народа. Может, вы думаете, что вы успокаиваете молодежь, боитесь их радикализации, там, если они узнают истину, что они там начнут какие-то действия и так далее. Тем самым, как будто бы вы способствуете стабильности. Это абсолютно провальная стратегия.
Вы меняете идентичность молодежи взамен на мнимую безопасность. Шило в мешке не утаишь. То есть по-любому истину они все равно в каком-то размере узнают. До них все равно доходят эти осколки истории. И не с полной картиной, но они доходят. И они не могут собрать эту картину в едино. И тем самым они, во-первых, лишаются будущего и лишаются каких-то перспектив работать на благо своего народа. То есть если они видят ошибки, если видят проблемы в прошлом, и до них они дошли в том самом формате, в котором они должны были дойти, тот мой пример, когда я кошелек забрал у человека, и он своему сыну передал, что вот этот человек, он наш враг. Лорлила цена. Передать судой, если он это не передаст сегодня, завтра его сын также наступает на те же проблемы и также лишается своего кошелька. Это примитивный пример, но он ярко отражает суть. Просто, если вот просто как дважды два объяснить. Нужно запомнить важную мысль. Народы исчезают не из-за войн, не из-за того, что они сопротивляются, а из-за смирения и покорения врагу. Из-за покорения они исчезают, они ассимилируются, исчезают. Поэтому те, кто как бы пытается сгладить углы, не нужно этого делать. Либо говорите истину, либо просто молчите, если вы не можете этого делать. Но не подменяйте понятия. Не говорите, что ложь – это истина. Не говорите, что белое – это черное. Вы тем самым свою жизнь портите. В судный день Аллах вас спросит за это. И в этой дунья, в этой жизни вы калечите будущее собственного народа. Вот что я хотел сказать. Абу Саад. Баракаллаху фик. Ансар, ты исчерпал свое время, но мы тебе дадим еще 5 минут на ответ следующего вопроса, который звучит так. Как сегодняшние власти трактуют историю Кавказских войн в целях политической стабильности? В принципе, я ответил на этот вопрос, поэтому мне не нужно 5 минут. Я коротко просто скажу. То, что добавлю к тому, именно я обратился к старшему поколению, те, кто называется историками или около истории, любителями истории и так далее. Я вижу много роликов на Ютубе иногда там про историю ингушей. В Википедию заходишь, читаешь, просто невозможно это смотреть, невозможно это читать. Поэтому я скажу молодежи, пока к ним я уже обратился. Самое важное, я это неоднократно говорил, еще раз повторюсь, самое важное – это осознать своего врага, понять, кто твой враг, кто твой друг. Если ты понял, кто твой враг, это не значит, что ты должен сегодня что-то делать. Как минимум ты можешь подготовиться и ожидать от него зло, не доверять ему, не помогать ему, не примыкать к нему, не становиться его рупором, не становиться его инструментом в его руках, не становиться его полицаем, спецслужбистом. Любой орган, любая щупальца государства, который позволяет ему управлять твоим народом, твое мерило в любом деле. Кто-то спрашивает, полицейским можно, нельзя, это можно, там, МЧС можно, нельзя и так далее. Мерило того, что ты устраиваешься на работу, не должно быть просто халяль или харам. То есть, если даже ты спрашиваешь вопрос, для тебя очевидно должно быть, просто очевидно должно быть. Ты спросил у какого-то имама, который сидит там, не знаю, у себя в мечети, и тоже как бы себе накрутил в голове, что радикально, типа, который хочет тебя как-то обезопасить от излишней радикализации, и он тебе начинает там объяснять так, что ты вроде и ответил, и вроде не ответил на твой вопрос, и ты даже не понял до конца, что произошло. Он тебе вот так отвечает, но ты в душе должен понимать, вот эта работа, на которую я хочу сегодня устроиться, является ли она той самой работой, которая укрепляет это государство? Если да, сторонись этого. Валлахи, это работа, которая, во-первых, это хияна по отношению к своему народу, и это то, что Аллах спросит тебя в судный день, потому что эта машина репрессивная, это насилие, которое продолжается над нашим народом, оно продолжается из-за того, что мы
идем на эту работу и становимся частью этой системы. И самое важное, еще я повторил бы в конце, вот эти люди, которые, имамы и другие проповедники, которые проповедуют по их суждению типа терпение по отношению к насилию и по отношению к оккупации, они делают так, что разделяет наше общество на две категории. На категорию манкуртов, которые искренне верят, что они на правильных убеждениях и на правом деле, и на тех, кто познал истину, истинных мужчин, которые сопротивляются этой системе. Тем самым они делают гражданскую войну, сами того не понимая, внутри общества. То есть раскалывая общество на две части. Одним они дали карт-бланш, то есть фатву, что это можно, работай, проблем нету, главное ты там на работе, чтобы харам не делал, все остальное нормально. И тут же есть люди, и будут всегда такие, как мы, которые будут сопротивляться и ненавидеть эту систему. И вместо того, чтобы объединить наши усилия и этих, и тех против врага, мы будем вечно с друг другом сражаться. Поэтому не нужно думать, что весь народ вам удастся затуманить всем мозги и все превращаться в одну аморфную массу, которая, склонив голову перед врагом, будет смиренно слушаться вас, а в вашем лице будет послушны оккупанту. Джазакумуллаху хайран. Я закончил. Я могу добавить? Да, Мухаммад. Ансар здесь поднял очень важные вопросы. И в самом начале, по-моему, это от Muslim Access было о том, что наше тщеславие стало инструментом в руках наших врагов, в руках оккупантов, да. Сегодня наш материализм, именно речь шла о материализме, да, материализм сегодня используется оккупантами гораздо более эффективнее, я считаю, чем история, там еще какие-то гуманитарные, скажем так, науки или же информационно-психологические операции. Материализм у нас просто стал, я не знаю, для некоторых, мне кажется, он уже практически выровнялся с религией. Понимаете? То есть, вот чтобы материального достичь благополучия, причем не благополучие в том плане, что человек хочет, чтобы у него там миллионы долларов на счетах были и так далее, а именно показной материализм. Такая вот, ну, скажем, цыганские окраины Румынии, да? Это очень сильно разлагает нас. Это наносит страшный удар. Люди готовы ради вот этой показухи идти на все. И если мы видим, как те, кто соглашаются служить России, что они делают? Первым делом они выставляют на показ свой материальный успех в служении оккупанту, что, соответственно, тем самым провоцирует других материалистов или же тех, кто хочет своих детей воспитать такого рода материалистами. Посмотри, он пошел служить оккупантам, чего он добился. И это страшно. Пока что этому противопоставить, я не знаю. Все, я закончил. Баракаллаху. Потихоньку приближаемся к вопросам другим участникам. Это Ансар, следующий участник. Коротко представлю Ансара. Ансар из Джамаата Нисо под ником Ансар Дишни, ветеран чеченского сопротивления, активный участник Джамаата Нисо. Ансар, Уэцуева, здесь ты, брат. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Абу Саид. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатуху. Да, я тут, если ты пропустишь вперед меня Абдулла Эги, и мне было бы удобно, и как раз доехал бы я, иншаллах. Ага, я могу, конечно, но вряд ли Абдулла Эги согласится, потому что Абдулла Эги то же самое сказал. Абдулла, Ансару надо доехать. Можешь ты, у меня по очереди ты был следующий. Можешь ты первее Ансара выступить? Алейкум салам рахматуллахи. Да, я его слышал, телефон у меня чуть дальше лежал. Да, я с двух слов. Все. Машло. Кто Абдулла не знает, Абдулла ветеран ингушского сопротивления и действующий муджахид, а также член Джамаата Тин,
В общем, вопрос к тебе, Абдулла. У меня два вопроса к тебе будут. Два вопроса, постарайся ответить на них в течение 15 минут, потому что наш эфир сильно затянулся. В общем, вопрос звучит следующим образом. Какое значение для тебя имеет сопротивление, даже в условиях военного поражения? Почему ты не теряешь надежду? Бисмилля, алхамдулилlah. Смысл, вопрос был такой, почему после поражения какой смысл имеет? Правильно, я понял? Я перезачитаю тебе вопрос. Какое значение для тебя имеет сопротивление, даже в условиях военного поражения? То есть не поражение, о котором мы до этого говорили, а именно военное поражение. И почему ты не теряешь надежду? Бисмилля, я не теряю надежду. Начну с этого. Почему? Потому что я в первую очередь я мусульманин. И мусульманин, который вышел, потому что Аллах сказал, предписано вам сражение. И надежду, у кого падает она, он же отпускает, значит, руки. Например, я чуть расширенно отвечу. Есть люди, которых я знаю, в Европе живут, чтобы они не обижались тоже. Я их считаю это неправильным предательством. Например, они были в сопротивлении, воевали несколько лет, уехали в Европу по каким-то разным причинам и отправляют домой деньги, строят себе дома, не знаю, себе строят или детям своим строят. Я это тоже считаю, что руки они отпустили, и у них настроение упали. Если они даже хотят своих детей туда отправить, если мои дети тоже живут за границей, я их не могу домой отправить, например. Если когда они смогут домой приехать, у нас эти дома будут, и земли будут. Пораженческое настроение, это так называется. И в любом случае, как здесь братья Торб говорили, и наши историки говорили, в любом случае смерть нас настигнет, где мы не были. Им лучше в строю быть, на джихаде, и сопротивляться до конца. Все я сказал. Баракаллаху фик. Абдулла, следующий вопрос. Какие ценности ты считаешь особенно важными для сохранения боевого духа в наших условиях? В первую очередь, ценности боевого духа сохраняются тем, что, насколько уровень его веры, имана. Я вспомнил слова сейчас. Один из старых муджахидов мне рассказывал. Он был с Гилаевым Хамзатом, рахималлах. И они, по-моему, где-то там в окружении были. И этот брат мысленно вслух сказал, рядом с Хамзатом он был, он сказал, неужели мы сейчас шахидами станем, и все закончится на этом? Хамзат ему сказал, если бы это закончилось бы, то и не было смысла в это и начинать. Сегодня, например, официально, насколько я знаю, в истории первый раз официально ингуши заявили о своей независимости, которые не хотят, чтобы жили под оккупацией Русни. Пользуясь случаем, я обращаюсь к ингушам, мусульманам, которые сейчас за границей находятся. Вот в первую очередь им. Если вас задевает или обижает, когда люди говорят, что ингуши не хотят независимости, не хотят отделиться от Русни, когда там те или иные народы отделялись от Русни, русские, ингуши, вы согласились. Если вас это обижает, то тогда встаньте и делайте что-то. Как в пословице говорится, под лежачий камень вода не течет. Комитет ингушской независимости в 2003 году вначале объявили, вы же нас всех знаете, вы можете к нам обратиться и спросить, чем вы занимаетесь, что вы хотите дальше, ваша программа. 23-м, Абдулла, хотел сказать, может. С 23-го года, да? Ты сказал 2003.
Извиняюсь. В общем, обращаясь к ингушам, которые за рубежом живут, и также Туальбу Элим, почему вы молчите? Почему вы набрали воду в рот и ничего не говорите? Почему вы ничего не делаете? Ни Ансар, ни Абу Саад, ни члены джамаата, комитета ингушской независимости, никто не на ком это. Сегодня нас в один день всех убьют, и что, на этом все закончится? Нет, это фундамент, иншаллах, для тех, чтобы продолжить эту работу. А про тех старцев не буду я их называть. Почему? Потому что я их вообще ни капельки не уважаю, которые говорят, посмотрите, например, чеченской войны, что они добились. Они добились в первую очередь рая, иншаллах, которые шахидом стали. Второе. Сегодня, да, мы видим, что стало, например, с кафыровскими. Они говорили, вот, мы войну не хотим, мы хотим войну остановить. Сегодня за Путина едут в Украину, и там дохнут все кавказские эти, которые продались в России. Мы вот это видим. Войну не избежать. Смерть в любом случае не избежать. Лучше мы будем сопротивляться и будем хозяевами своей земли, самого себя хозяином, чтобы уйти перед Аллахом. У нас было оправдание. И смысловой перевод этого аята. Вы полагали, что войдете в рай, Аллах не узнает, кто сражался, а кто был терпелив. И в этом аяте Аллах сражаться и терпение вместе сделал. Сражаться надо, и много терпения надо. Да, война — это нелегкая вещь. Но лучше, чем покориться и быть вот таким рабом, который сегодня ездит в Украину, там дохнут, кто живой возвращается и умоляет Климатова, нам воду дайте, газ дайте. Разве это жизнь? Это унижение. Почему вы унижены? И Аллах говорит, если вы уйдете из джихада, пока вы не вернетесь в религию, вы будете унижены. Или Аллах унизит вас болезнью, или пошлет на вас унижение. Я все сказал. Баракаллаху фик. Я тоже хочу малую часть добавить к тому, что сказал по поводу талиба и алима. Аллахи, после того, как я встретился с несколькими людьми из числа требующих знаний, из числа ингушского народа, и тот ответ, который я услышал от их уст, меня откровенно поверг в шок. И в одной из частной такой беседе с одним из братьев, если он сам захочет, сам выявить себя, я объяснил это положение комитета, это положение джамаата, это положение практически всего народа. На что мне брат сказал, мы можем помочь. Валлахи, это саньях, есть такое понимание, и как и у ингушей, так и у чеченцев, ях. Если я сейчас позову, я сейчас не в обиду братьям чеченцам это говорю, чеченца делать да'ват ингушам, Аллах, вы первые будете приходить ко мне, писать мне в личку, что как вы так делаете, почему вы все бразды отдаете чеченцам и так далее. Если у вас есть вот это вы явитесь, сделайте наставление своим братьям, приходите, Аллах, вот эта вот площадка, хотите 4 дня в неделю, хотите 7 дней в неделю, мы вам определим, делайте да'ват, доносите истину до простого люда, до простых, субханаллах, ваших братьев, которые обмануты этой властью, обмануты этими чиновниками и этими псевдоалимами, которые сидят, взбираются на эти мимбары и оттуда кричат, что некий Муртад является твоим братом, и ты можешь его называть братом. Аллах субхану тааля спросит с вас. А так, Аллах, мне братья предложили, вплоть до... Там стоял один вопрос, надо с семьей как бы перевести человека, алим имеется в виду. Мне братья
из джамата, из чеченского джамата предложили, что возьмут на себя полное финансирование этого человека, то есть чтобы он был в достатке, чтобы его семья была в безопасности. Бусат, Да. Баракаллаху фик, я тебя перебью, извиняюсь. Я хотел бы, чтобы и дома нас, братья, которые есть, и в Ингушетии, в Чечне, Дагестане, вообще в общем, на Кавказе, которые работают, которые одиночно делают джихад. Баракаллаху фик, кто стал шахидом, пусть Аллах дарует ему высшую степень шахида. Разницы нету для меня, в каком он джамаате дома, который сражается против кафира, который хочет возвысить слово Аллах превыше всего, что было. Они наши братья, баракаллаху фик. И то, что они, почему они делают одиночные джихады, уходят братья, которые с ножом накидываются на кафира, и они ищут шахаду. Их кто порицает, их кто называет там плохими словами, в судный день он по-любому за это ответит. И я хочу обратиться на этим, кто называется себя Ахлю-Сунна, и имамами, которые порицают сразу же, видео делают и порицают движение, которое сделали братья. В одиночку сделали или группа сделали, разницы нет. Если вы правдивы, имамы, горе имамы, я вас назову так. Если вы правдивы, почему вы не скажете, что ехать в Украину это как минимум харам, что это не джихад, что ходить на эти выборы и голосовать на президентские или какие парламентские у них будут это выборы, это харам. Почему вы молчите это? Почему вы даете им согласие, что по сунне можно работать? ЦП, которые работают по сунне, братья, какие по сунне? Они по службе работают. Они конченые муртады. Все, которые работают в спецслужбах и в военных структурах, и в полицейских структурах работают на русню, они все муртады. И вы прекрасно это знаете. Почему об этом молчат имамы? Да, я ваши имена сегодня не называю. Если вы не прекращаете, вы думаете, вы будете говорить в одностороннем порядке и хаять братьев, которые шахидами становятся, и про вас будут молчать? Нет. Мы же вас всех знаем, поименно знаем. И чем вы занимаетесь, знаем, и чем вы занимаетесь, знаем. Баракаллаху фик. Ансар, Дишни, ты доехал? Да, я готов. Брат, вопрос к тебе. Я вновь тебя коротко представлю аудитории. Ансар у нас член джамаата НИСО, активный член джамаата НИСО, ветеран чеченского сопротивления. Про твои ранения говорить не буду, Ансар. Вопрос звучит следующий. И, Ансар, 15 минут на ответ на оба вопроса. Вопроса будет 2. Как, с твоей точки зрения, военное поражение влияет на личные убеждения и отношения к сопротивлению у участников джихада? Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Бисмиллахи рахмани рахим. В первую очередь, если мы подумаем, что у нас глубоко укоренилась ментальность, именно связанная с партизанской борьбой, где, по большому счету, военное поражение не имеет, скажем так, значения имеет, решающего значения не имеет. И, как говорится, даже если битва проиграна, то война продолжается уже не одно столетие. Помимо того, что война, битва — это нечто коллективное, то для нас, как для мусульманина, для кавказца, для людей, которые не одно столетие сражаются именно с одним и тем же врагом, для людей, которые получили глубокие раны от этой империи, то для нас это как нечто личное. То есть, если какая-то группа прекращает свою борьбу по причине потерь или же по каким-то другим причинам, то остатки этой группы всегда продолжали бороться, всегда находили новые силы, всегда вновь и вновь восставали. Поэтому наши убеждения придают нам силы не падать духом, понимая, что истина рано или поздно победит. Если взглянуть именно с религиозной точки зрения, то придать значение именно тому, для чего нас создал Всевышний,
Мы лишь проживаем тот промежуток времени, что Всевышний отвел нам именно в этом мире, в этой местности. И это и является двигателем. Поэтому мы не придавали решающего значения именно, если взять и историю, и современную историю, мы не видим, как придавали именно решающего значения даже, то есть если нас 100 человек или 10 человек, или же города, или села в наших руках, или же блиндажи где-то в крайних уголках гор. Разумеется, именно поражение именно джамаата, поражение отдельных, вернее, гибель отдельных амиров, да, пусть Аллах примет их шахаду, дает свой негативный эффект, технические сбои. Особенно это тяжело для лидеров, которым приходится буквально по крупицам собирать новые силы. Ну, подобное уже, как уже передавали наши вот именно с точки зрения шариата, с исторической точки, вот до меня, которые выступали, неоднократно случались вот и в истории мы видим, не говоря уже исламской истории и отдельно взятым кавказской. Однако, если говорить об идеологическом и ментальном поражении, то тут стоит понимать, что война, лишенная идеологии и политики, в первую очередь со своим народом, это всего лишь сражение, всего лишь силовой метод. И в условиях именно современных изменений, которые мы наблюдаем, когда происходит разложение морального облика кавказских народов, буквально утрачиваются религиозные традиции, наши обычаи, язык, культура, другие ценности, за которые наши народы сражались, которые проповедовали, за которые погибали. Мы просто-напросто не можем позволить себе роскошь проигрывать, останавливаться или проигрывать. Да, я понимаю, что бывает дни поражения и побед, но окончательный проигрыш непозволительно. И это нам рассказывали именно вот до меня, которые выступали наши студенты. Поэтому, как уже не раз говорилось, я не буду затягивать именно вопрос. Поэтому, как уже не раз говорилось до меня и в других наших эфирах и давате, необходимо постараться сплотиться и единым фронтом выступить против вот этого общего врага. Не просто единым фронтом, это не означает именно военное выступление. Тут есть истории в контексте истории, рассказывая, например, как раз-таки планируется у нас эфир про аулия, именно вот подобное информационное выступление, религиозное выступление, силовое выступление, когда, иншаллах, Всевышний даст нам силу для этого. Ну, собственно, такой у меня ответ на первый твой вопрос. Кстати, про завтрашний эфир на канале Ничего я тоже хотел сказать. Иншаллах, здесь продублирую ваш этот пост. Я думаю, и гурскому обществу тоже будет поучаствовать в этом разборе. Следующий вопрос, Ансар, тоже к тебе. Что, по твоему мнению, позволяет муджахидам сохранять стойкость в условиях, когда шансы на победу минимальны? Ну, опять же, Абу Саид, думаю, ответ на обе вопроса прозвучали и у историков, и у политологов, которые тут выступали, и особенно у наших талибов. И, естественно, духовное состояние человека, вера в то, что хорошее и плохое от Всевышнего Аллаха, все по его воле, вера в то, что воздаяние только у него, и что он может нас наградить в этом мире и в мире вечном. Вот это все, как уже было сказано, как я уже до этого сказал, понимание того, что мы проживаем именно тот промежуток времени, который отвел нам Всевышний, и понимание того, что наши предшественники прожили этот промежуток времени, стараясь принести пользу в первую очередь самим себе в плане ахира и в пользу своему народу, своим народам. Поэтому
он для нас, как мусульманина, как народов, которые пережили именно вот многое от одного и того же врага, для нас это нечто личное, нечто собственное, вот эта борьба, вот ненависть к этим оккупантам, вот это все. И также хочу отметить, что вот каждый раз мы или именно историки и наши толиби, в каждый довод, каждый рассказ, каждый исторический расклад именно в контексте обороны. Вот заметьте, нет нигде вот в кавказской истории, в нашей истории, когда мы нападали на каких-то народов, когда мы оккупировали какие-то народы. Нам даже приходится объясняться тому, почему мы сопротивляемся, почему мы защищаем свои дома, свои семьи, свои ценности. Вот понимаете? Даже нас, вот понимающих людей, завели вот в этот угол, в этот тупик, и как бы по чуть-чуть начинают именно заставить нас играть по их правилам, что нам приходится объясняться не то, что врагу, который никогда в жизни не поймет, но и нашим народам объясняться, почему мы сопротивляемся. Вот Ансар Гархо сказал очень правильные слова, правильные вещи. Я в истории не знаю народа, которая исчезла из-за того, что вела сопротивление, из-за того, что боролась, даже если была уничтожена треть этого народа или же вторая часть этого народа. Но мы прекрасно знаем историю о народах, которые исчезли из-за того, что дали себя оккупировать, из-за того, что ассимилировались. Поэтому, как уже я сказал, для нас это нечто личное. И личное мы подпитываем именно религиозными текстами с надеждой на Всевышнего Аллаха, то, что от Него все хорошее и плохое, и что бы ни случилось, это для нас благо. И вот это мотивирует нас, вот это ведет нас, даже если в какой-то период мы падаем, мы опускаем руки, хвала Всевышнему, приходит человек, который делает насыха тебе, который напоминает, кем ты являешься и твои обязанности. И ты снова поднимаешься. Главное сохранить вот эту основу. Основа это, как мы знаем, это вера в Аллаха. Вера в то, что все хорошее и все плохое от Него. Баракаллаху фик. Баракаллаху фик. Тебе за ответы. Абдуллахид Алро, брат, я только тебя, Фатхудин, не вижу. Сулейман Абуда давно ушел. Брат, не уходи, к тебе тоже будет вопрос. А сейчас вопрос будет к Абу Зайду. Коротко представлю, это Зейлам Занхо, под ником активный участник джамаата НИСО и ветеран чеченского сопротивления. Абу Зайд, здесь ты? Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Да, Алейкум здесь. ассаляму рахматуллахи ва баракату. Абу Зайд, вопрос к тебе звучит, к тебе тоже будет два вопроса. Постарайся бисмилля уложиться в 15 минут. Первый вопрос звучит следующим образом. Какие информационные стратегии мы должны использовать для противодействия пропаганде, которая подчеркивает якобы неизбежные поражения? Абу Саид, я пару минут по общей теме выскажусь и, иншаллах, на твой вопрос отвечу. Да. Я считаю, каждый из нас должен задуматься, каждый кавказец, просто задуматься. Вот у него сейчас есть религия, у него есть красивые обычаи, да, где женщина занимает должное свое место, мужчина свое место, к родителям относится с уважением. Ну, в общем, мы знаем, да. И есть вот Россия, есть русские, у которых и религии нету, и никаких обычаев нету, да. И задаться вопросом, что ты выбираешь. Каждый себе задает вопрос и отвечает, что тебе нужно. Вот у тебя есть религия, есть обычаи, да, красивые. У русского этого ничего нету. И задай себе вопрос, что тебе нужно. Если ты сегодня оставляешь сопротивление,
И как ты, если это оставят все кавказцы, получается, через 10-20 лет мы уже себя отличить как бы не сможем. И такие примеры для нас уже в России есть, которые говорят, когда ты у них спрашиваешь, ты мусульманин, он говорит просто как бы да, хотя внешне абсолютно как бы ты ничего не видишь, этот человек не умеет делать элементарно намаз, и он даже не говорит, что у него родители делают намаз, он говорит, что у него дедушка делал намаз или бабушка делали намаз. Вот к чему это как бы приводит, когда оставляется сопротивление. Просто каждый должен над этим как бы задуматься. Во-вторых, вот, к примеру, когда, если даже возьмем, да, Чечню, первую войну, альхамдулилля, по воле Всевышнего, у нас получилось выкинуть Россию из Чечни. И это очень маленькая группа это получилось. Даже вот я буквально неделю назад наткнулся на видео Вахи Арсанова в 1997 году в Алханюрте. Он говорит, кто участвовал как бы в этом сопротивлении, это 10 максимум 15% населения, он говорит. Получается, даже давайте умножим даже на 2, даже его как бы слова, это получается даже не было половины как бы народа, которые сопротивлялись, и у них это получилось. А сегодня, если все кавказские народы объединятся и поймут, что им нужно как бы сопротивляться, Аллах, у меня нет никакого сомнения, что это у нас получится очень легко. Очень легко, и вообще никаких проблем с этим как бы не будет. Поэтому сегодня каждый народ или каждый представитель народа должен поработать над своим народом. И в первую очередь мы знаем, это нужно как бы сперва донести до этих людей. И для нас пример пророк, алейхиссалату вассалям, он же сразу, когда было там 10 человек, там не начал же войну, не начал как бы, да, там освобождение. Он сперва как бы распространял знания распространилось, появилась сила, и потом, альхамдулилля, по воле Всевышнего, они создали исламское государство и зажили счастливо. И еще один момент пропустил. Вот эта религия, она как бы на первом месте. Смотрите, вот эта религия что тебе дает? Религия тебе дает, во-первых, это инструкция в этом мире, как ты должен счастливо жить, вообще счастье как бы, да, найти вообще даже в мире, тоже тебе религия нужна. Если без религии как бы пустота. А еще важнее, да, максимум 100 лет ты проживешь в этом мире, погибнешь, и есть 2 варианта, ад и рай. Если ты как бы религиозно и соблюдал религию, ты попадаешь в рай. Если ты это теряешь, ты попадаешь в ад. И что ты, во-первых, себе желаешь, и во-вторых, что ты желаешь своему потомству. Если ты себе желаешь этого и потомству, да, тогда тебе тем более нужно задуматься и сегодня начать. Так, я как бы закончил. И вопрос можешь повторить, Бусайд? Какие Можно я информационные... добавлю то, что Гузейд сказал? Добавь. Небольшое вот слово у меня сейчас в голову пришло. Гузейд Марфуал. По поводу того, что ты сказал, что мы знаем народы, которые в центральной части России, в каком состоянии они находятся и в каком состоянии мы. Я не буду сейчас народ называть. Есть один брат из этого народа с центральной части России, и он мне рассказал одну удивительную историю. Это было пару лет назад. Он говорит, есть один человек, вроде соблюдающий, намаз делает и так далее, бизнесмен, при деньгах, взрослый мужчина. И он, говорит, меня один раз пригласил, говорит, на какое-то мероприятие. Я, говорит, пошел на мероприятие, не понимая, говорит, что за мероприятие, ну, брат позвал как бы на мероприятие. И там, говорит, я оказался, говорит, в удивительной ситуации. Когда, говорит, на сцену вышли, говорит, какие-то люди национальной, говорит, нашей говорит, народности, этой центральной части, который народ, их одежде какие-то люди вышли, говорит, и начали танцевать, говорит, под национальную музыку, свой танец какой-то танцевать. Я, говорит, сижу,
шоке просто, говорит, от происходящего. Я оттуда вышел и, говорит, потом встретился с этим взрослым братом и говорю ему: брат, это же твое мероприятие, ты как бы проспонсировал это мероприятие. Я думал, как бы это какое-то мероприятие, это было то ли под Рамадан, то ли под Курбан, под праздник, да, и он говорит, это как понять, говорит, то, что это было? Он, говорит, ответил мне, говорит, очень такую, говорит, вещь, которую я на всю жизнь запомнил. Он сказал: брат, говорит, наш народ, говорит, потерял свою религию, практически потерял свою религию. И вот это национальный танец, говорит, это единственное, что осталось, говорит, от нас, чтобы мы не превратились, говорит, в русских. И я, говорит, оплачиваю это мероприятие с надеждой, говорит, что посредством этих национальных танцев, говорит, люди вернутся к своему национальным корням, вспомнят о своей религии, говорит, и вернутся к исламу. Вы представляете, насколько плачевная ситуация, когда человек религиозный, я не знаю, с точки зрения ислама оценку давать, это правильно он сделал, неправильно сделал, это студенты могут ответить. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что в какой сложнейшей ситуации оказались эти люди, когда они вынуждены вот таким образом пытаться вернуть свой народ к исламу. То есть через свои корни. Вот что я хотел добавить. Абузайд, я И еще один зачитаю. момент, я тоже немножко добавлю. Вот смотрите, Хорошо. если бы даже вот взять, если вот эта война, как бы чеченская, ее не было бы, я уверен в том, что мы примерно в таком же положении были бы. Когда мы говорили бы, да, там, да, у нас там дедушка там молится, короче, по секрету, короче, там, от государства. Так как я даже в детстве помню, многие, как бы, вот, по крайней мере, я ориентируюсь, как бы, на своих там дядек, тетек, как бы, да, среди них, ну, максимум, наверное, там, 5-10%, кто вообще просто умели делать намаз. Не то, что молились или нет, это еще даже под вопросом, просто они знали делать намаз. Когда спрашивали у них, вот я как бы начал намаз делать, это в первую войну, ну, с 95-го года. Когда, ну, спрашивал, да, у старших, когда нужно утренний намаз делать, они говорили, как проснешься. Даже не знали, что есть время, как бы, да, там, утреннего намаза. Вот настолько, как бы, да, плачевная, как бы, ситуация была. И вот, смотрите, с этого момента еще 30 лет прошло. Альхамдулилля, из этой войны у нас получилось, как бы, да, распространить, как бы, религию, заряд, который, да, мы за эти 5 лет, как бы, взяли, альхамдулилля, он до сих пор, как бы, вот этот заряд, он продолжает, как бы, действовать. Проливали кровь, как бы, да, и посредством них, альхамдулилля, религия. И вопрос возвращается к нам, а если мы что-то не сделаем, как бы, да, то, что мы должны делать, мы будем, во-первых, перед когда нас спросят, что ты сделал ради религии. И просто каждый должен ответить. Если скажешь, да, я просто ходил на работу, зарабатывал в месяц $1000, семью как бы кормил, и все. Если да, ничего нет, ну как бы ничего нет, значит, для религии ничего не сделал. Я закончил. Меня сильно прерывается. У всех так прерывается. Сад, немножко обрывисто тебя слышно. Я тебя тоже так же слышал, Абузайд. Это может быть твоя связь? Ну, ладно. Вроде я от Wi-Fi не отходил. А может, это и этот Телеграм глючит. Я помню, когда тоже скажу несколько слов. Я помню, когда карате в республике было неким таким мейнстримом и полулегальным таким мейнстримом. Я помню, наш тренер звали его Муса, он шаид, иншаллах, во Вторую Чеченскую войну стал шаидом. Ладно, не брал нас на тренировки, а тогда все грезили вот этим вот, как его звали, Брусли, там вот это было. И он нас не брал на тренировки, если мы не знали сурат аль-Фатиха и ат-Тахият, по-моему.
В общем, этот человек стал причиной для того, чтобы я молился. И пусть Аллах Субхану ва Тааля вознаградит его наивысшей степени рая. Вопрос зачитаю тебе, Абузайд. Слышно меня? Да, слышно. Какие информационные стратегии мы должны использовать для противодействия пропаганде, которая подчеркивает якобы неизбежные поражения? Опять-таки, во-первых, это нужно распространять религию ислам. Это на первом месте, чтобы люди как бы понимали, что есть выход из этой ситуации. Если мы будем полноценными рабами Всевышнего, то Всевышний нам поможет, а когда Всевышний помогает, нету ничего невозможного. Во-вторых, можно исторически объяснять, что вот как бы против антипропаганды, можно сказать, что вот у наших предшественников такое как бы получалось, независимо от того, что их было мало. И в истории много как бы, мест, где маленькие группы побеждали как бы большие. Даже буквально, вот вернемся 30 лет назад, 96-й год, когда 800 человек начали операцию, в общем, где-то до 3000 их как бы собралось, и они выкинули вот эту российскую армию. Когда Всевышний помогает, это получается. И мы, во-первых, как бы должны понимать, независимо от того, что мы выиграем или нет, это обязанность. Всевышний у нас не спросит, ты выиграл или нет. Всевышний у нас спросит, ты причины делал или нет. Если у тебя получится победить, альхамдулилля, в этом мире это будет большое благо для нас. Если у тебя не получится выиграть, и, может, ты погибнешь, станешь шахидом, иншалла, на этом, или попадешь в тюрьму, это все равно выигрыш. Так как, когда ты предстанешь перед Всевышним, у тебя будет ответ, когда у тебя спросят, что ты сделал. Поэтому, в первую очередь, нужно с религиозной точки зрения как бы это объяснять. Потом исторически это объяснять. Есть много причин, много причин мы можем сделать. Потом рассказывать о мужестве, наших предшественников. Вообще люди, они как бы разные, это зависит от религиозности тоже, Вот есть как бы мусульмане, кто-то такой когда проповедь идет аят, хадис, как бы он может слушать, как бы он уже понимает это все. А есть такие, такие слабые мусульмане, которым нужно как бы, другой подход. Как-то объяснять это исторически, но опять-таки в рамках дозволенного религии. Можно какие-то, ролики снимать, про героев. Потом показывать сегодняшнее то, что, разбивать их пропаганду, где они обманывают людей. Также освещать их преступления. Вот они как бы люди разные, поэтому с разных сторон как бы нужно, подходить. Кого-то для него важно, что сейчас допустим, его сына как бы заберут в Украину, и как бы он оттуда не вернется. Может быть, кого-то это заденет, он начнет как бы нас слушать, и на этой площадке не только как бы это, какие-то новости, или мы переживаем за тех, кого насильно забирают в Украину, И на этой площадке потом как бы какой-то студент выступает, он начинает слушать, и по причине как бы того, что эта площадка его как-то заинтересовала, мы можем ему как бы донести и религию, как бы, и историю, и разбить как бы в его голове вот эти стереотипы, которые созданы этой пропагандой. И после того, как он избавляется от этой навязанной, как бы, можно сказать, информации, можно сказать, он уже понимает, что
есть как бы что-то другое, и это реально, и мы можем показать этим людям, что у нас тоже, возможно, как бы получится. Так. И всегда как бы, да, сопровождать любые как бы наши достижения и победы, доносить как бы до людей, что эти как бы ограничены, у нашего врага тоже возможности и силы как бы ограничены, и не все как бы, да, там в их руках. Они всегда как бы, да, пытаются навязать, что вот они как бы всесильные, они все видят, все слышат, как бы, да, но элементарно, да, там человек в их понимании, да, там совершает какое-то преступление, один человек или два человека, да, их там 30 тысяч в республике, ну, по воле Всевышнего, они элементарно не то, что не могут его как бы поймать, они даже не могут определить, кто этот человек. А если таких людей будет, там, не знаю, просто по республике 30 человек, это для них очень серьезная катастрофа, и это, возможно, как бы начало ихнего конца. Поэтому, на самом деле, если действовать как бы грамотно, иметь как бы хороший иман, связь со Всевышним, тогда, иншаллах, Всевышний как бы может помочь этим нескольким десяткам как бы человек, и посредством них ну, распространиться как бы, да, ну, как бы с малого как бы начинается, и альхамдулилля, в итоге как бы получается то, что как бы получалось вообще в истории ислама. И для тех, кто говорит, вы обманываете молодые умы, революционеры, особенно кавказские, они были молодые всегда. Даже тот же Ушур Машаир Мансур, когда ему было 25 лет от роду, он стал имамом Кавказа, субханаллах, всего Кавказа. И много-много этих революционеров, этих муджахидов, амиров, которым было даже не 25 лет, даже не Басаеву там в первую войну 30 не было, Хатабу 25 не было, даже, по-моему, 20 не было, когда он участвовал в афганской войне. Арби Бараеву. Это можно позадуматься над этим. Теперь второй вопрос, Абу Заид. Считаешь ли ты, что СМИ, то есть средства массовой информации, могут оказывать влияние на формирование боевого духа и единства? Конечно, могут. Это самое как бы важное сегодня, то, что мы можем. Вот когда мне было 5-6 лет, и я когда в гости ходил к бабушке, она всегда рассказывала про этот 44-й год. Вот там нас выселяли, было сложно, там люди умирали, там кушать нечего было. И я спрашивал у бабушки, а кто это сделал? Она просто говорила русские. Уаллахи, и вот мне 5-6 лет, и когда я на улицу выходил, там, на тот момент я в детский сад ходил, да, и я русских тогда на тот момент вообще в Грозном много было русских. Можно сказать, там в нашей группе, если там, допустим, 30 человек там в детском саду, это 25 русских и где-то 5 там чеченцы, ингуши, да, вот примерно так. Уаллахи, и просто из-за того, что она так говорила, я этих всех русских воспринимал как врагов. И при любом удобном ситуации как бы начинал с ними драться. Просто, да, вот, если это даже на ребенка как бы влияет, да, конечно, это на людей как бы влияет, и это сегодня, можно сказать, это наше как бы главное оружие. Если люди поймут, как бы, да, что им нужно выходить из этой ситуации, тогда все, как бы победа, иншаллах, у нас будет. Поэтому это важно сегодня доносить, и это самое важное, я думаю, сегодня. И это, альхамдулилля, по воле Всевышнего, посредством этого интернета нам это легко, и нельзя этот шанс упускать, и максимально в этом направлении нужно нам действовать. Я так считаю. Абу Саид, можно я чуть добавлю, если можно? Да, конечно. Именно вот касаемо последнего вопроса, как уже сказал Зелим,
естественно, именно информация влияет на людей. Информация влияет на молодежь, и у нас есть преимущество в том, что если даже мы слабы, мы, иншаллах, стараемся нести истину, стараемся разбудить именно умы людей, донести до их сердец. Поэтому это наше преимущество. А как мы знаем, молодежь всегда стремится к чему-то запрещенному. То есть, если мы запрещены в наших странах, например, именно на Кавказе, то особое внимание будет приковано именно на нас. Будь это в ингушском обществе, дагестанском или в чеченском. И это тоже копилка именно в нашу пользу. И любой инструмент, она появляется в какой-то промежуток времени, потом ослабевает и исчезает. И сегодня, как мы знаем, у нас есть вот инструмент наподобие вот интернетных каналов, ресурсов. И не воспользоваться этим будет довольно глупо. И не попытаться организовывать именно контрпропаганду, которую ведут против нас, против наших народов. И вот именно сейчас, вот если привести небольшой пример, то среди нас есть братья, кому под 40, и они по сей день продолжают приобретать знания, будто в информационной борьбе, будто в каких-то технических навыках, которые пригодились бы сегодня, завтра и послезавтра. То есть по сей день продолжают работать и учиться именно. И сегодня, опять же, благодаря интернету есть возможность, например, если нет человека, который мог бы создавать хороший видеоконтент, который дошел бы до людей, то у нас есть возможность найти человека, научить его и поставить как бы именно на конвейер, именно чтобы он работал. Поэтому, как уже Абу Саид говорил, я бы призвал именно, если даже мы могли бы помочь в чем-то именно как нашим братьям, как общее дело, то необходимо в каждом народе, необходимо, чтобы работал представитель их народа. Это, во-первых, поможет избежать дополнительную фитну, во-вторых, поможет именно сгруппировать именно потенциал этого народа. Поэтому дополнительный призыв, дополнительный совет братьям ингушам. Если вы видите необходимость, а необходимость она существует, что пора брать в свои руки информационную борьбу, будто давать, пора брать в свои руки все, что касается именно той части небольшой земли, который отведен под ответственность вам, именно нужно брать в свои руки и попытаться самим нести вот это бремя, эту ответственность и донести до людей, иншаллах. А если мы оставим это все пораженцам, если мы оставим все это нашим врагам, то мы видим другие народы, как они проживают. Они даже, вот Ансар опять же привел пример, по-моему, то, что осталось от их народа, это танец. Субханаллах, что за народ, от которого который остался всего лишь танец? Вот это я хотел именно дополнительно донести братьям. Баракаллаху фик. Меня не слышно было, по-моему, да? Да, не слышно было. Следующий вопрос, иншаллах, адресуется и двум спикерам, и у них по 5 минут, иншаллах, будет ответ на этот вопрос. Это Муслим Асес и Абдуллахид Алару. Абдуллахид Алару, естественно, будет отвечать в рамках шариата, потому что вопрос один из наиважнейших, я думаю. В общем, звучит он следующим образом. Как кавказская молодежь, поддерживающая идею освобождения от оккупантов, должна реагировать на попытки использовать исторические поражения в качестве инструмента для подавления революционных движений? Абдуллахид Алару. Муслим из столицы. Абдулла, Истрала. Я ведущий, и Абдуллахид, бисмилля, ты начни, и по истории, иншаллах, нас Муслим добьет. Кита хатия, в следующий раз, чтобы еще больше, лучше понять. Хорошо.
А как кавказская молодежь, поддерживающая идею освобождения от оккупантов, должна реагировать на попытки использовать исторические поражения в качестве инструмента для подавления революционных движений? Баракаллаху фикум, джазакумуллаху хайран. В первую очередь, вот эти вещи, которые особенно враги ислама используют против мусульман, то есть те, которые даже, те враги ислама, которые продались, то есть неверующим, в основе которые были, они также пытаются, как известно, пытаются, как брат спрашивает, чтобы вот эти некоторые случаи, некоторые моменты поражения использовать их в качестве того, что вот мы никогда не сможем победить этого врага, эту машину целую, то есть огромную силу и так далее. То есть в этом случае мусульманин, особенно молодежь, они всегда должны, даже в любых, не только в этом вопросе, даже в любых вопросах, которые касаются его религии, смотреть на то, как обстояли дела у пророка, алейхиссалату вассалям, и его сподвижников, то есть как они относились к подобным вещам. То есть даже пророк, особенно это касалось того, что некоторые мунафики, некоторые лицемеры, которые находились в рядах пророка, алейхиссалату вассалям, то есть в данном случае, эти лицемеры, которые были в рядах пророка, алейхиссалату вассалям, они даже непосредственно сами сражались против мушриков, но тем не менее они никогда не упускали шанс, чтобы хоть как-нибудь навредить пророку, алейхиссалату вассалям, чтобы стараться отвлечь мусульман или же сделать так, чтобы они отступили от этих сражений против неверующих. То есть и каждый раз, когда бывали вот эти сражения, они обычно что говорили? Посмотрите, как же много вот этих мушриков, то сегодня мы их никак не сможем победить. То есть никак не сможем их победить. Нам надо вернуться в наши дома. То есть фаиннаха аура, поистине наши дома являются незащищенными, и мы должны их защищать. И Аллах Азза ва Джаль не спосылал аяты «Вама хия би аура». То есть они не были незащищенными. Однако вот эти лицемеры, они хотят оставить вот это поле сражения, хотят, чтобы мусульмане проиграли против этих врагов Аллаха Азза ва Джаль. То есть и само это действие, то, что они делают, то, что именно вот этими случаями, в которых были проигрыши мусульманских войск, они таким образом стараются отдалить верующих и вселить в их сердца вот это пораженческое понимание, да, то, что мы никогда не сможем победить там вот этих врагов Аллаха и так далее. То есть даже и на самом деле когда Аллах Азза ва Джаль говорит, именно возьмем, если Ухуд, да, أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. То есть иногда даже у мусульман уже появлялись такие мнения, то есть раздумья у них бывали. Они говорили, когда им приходило вот это поражение, то есть откуда же нам это все досталось? В то время, когда до этого вы же даже 2 раза больше делали урон этим неверующим, говорит Аллах Азза ва Джаль. И Аллах говорит, скажи, поистине это от вас самих. То есть это от вас самих, говорит Аллах Азза ва Джаль. И всегда вот эти мунафики, они именно таким образом старались вот эти ряды мусульман разобщить. И поэтому Аллах Азза ва Джаль в аятах всегда не спасал аяты, в которых указывало, что верующие должны всегда упираться на Аллаха Азза ва Джаль. То, что Аллах Азза ва Джаль помогает своим рабам именно тогда, когда он видит искренность в их сердцах. Так же, как это было во время Бай'ату Ридуан, да, вот во время Худайбийского договора, когда Усман, радийаллаху анху, не возвращался, когда его пророк, алейхиссалям, отправил в Мекку с определенной целью, то есть с определенным
приказом. И когда он как бы уже прошло некоторое время, как он не возвращался, и пророк, алейхиссалату вассалям, собрал сподвижников под деревом и взял у них присягу, что если с Усманом, радийаллаху анху, что-то случится, что они будут до конца сражаться против этих мушриков. И Аллах Азза ва Джаль говорит: «Лакад радийаллаху анил му'минина из юбай'унака тахта шаджара, фа'алима ма фи кулубихим». То есть Аллах был доволен верующими, которые дали тебе присягу под деревом, и Аллах узнал то, что у них в сердцах, говорит Всевышний Аллах. То есть после того, как Аллах узнал, что у них в сердцах, то есть искренность, которая у них была, Аллах Азза ва Джаль после этого им дал огромные победы, огромные открытия. И как Аллах Азза ва Джаль говорит в этой же суре, суре Аль-Фатх: «Ва ухра лам тaqdiru алейха кад ахата Аллаху биха». То есть есть некоторые другие победы, другие открытия, о которых вы даже еще не знаете, но Аллах уже предопределил вам эти награды и эти открытия. То есть то же самое в других сражениях, когда бывало, когда во время Хандака, да, когда Медину окружили мушрики, огромное количество мушриков, которые превышали несколько раз мусульман. И там были те лицемеры, которые старались изо всех сил сделать так, чтобы мусульмане отступили, чтобы они оставили пророка, алейхиссалату вассалям. Пророк говорит то есть Мухаммад говорит, то есть я ахля Ясриба, они уже начали говорить: о люди Ясриба. То есть они почему говорили: о люди Ясриба, возвращайтесь в свои дома. То есть они уже думали, что враги Аллаха, то есть мушрики, они выиграли. И начали называть Медину Ясрибом. Почему? Хотя до этого пророк, алейхиссалату вассалям, запрещал называть Медину Ясрибом. То есть она уже была переименована в Медину. И они уже, думая, что мушрики выиграли, начали говорить: о люди Ясриба, возвращайтесь в свои дома и так далее. И, например, как они говорили: вот Мухаммад обещает нам Персию, там, Рим и так далее, в то время, когда мы не боимся сходить на малую нужду. И, субханаллах, таким образом они всегда пытались посеять этот страх в сердца мусульман. Однако Аллах Азза ва Джаль укреплял именно тех, которые стояли до конца. То есть даже в аятах сура Аль-Ахзаб, когда Всевышний говорит: «Изджа'укум мин фауқикум ва мин асфаля минкум, وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا». То есть это дело дошло до того, что когда вот эти мушрики пришли, окружили Медину, когда они сверху, снизу оказались, то есть против мусульман, в то время, когда глаза уже начали, они уже даже указывают на их страх, то, что их глаза были, как это сказать на русском, не знаю, то есть видно было их испуг в глазах. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. В то время, когда ваши сердца достигли ваших глоток или же ключиц, то есть от боязни. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Это дошло до того, что некоторые стали думать об Аллахе плохими мнениями, то, что Аллах не даст им победу. Но Аллах говорит: «Хуналика бтулия аль-му'минуна ва зульзилу зильзалян шадида». То есть именно здесь Аллах Азза ва Джаль испытал верующих, и они были потрясены сильным потрясением. Но Аллах Азза ва Джаль выделил мусульман. То есть именно верующие, то есть искренне верующие, они что сделали? «Валямара аль-му'минун аль-ахзаба». То есть когда верующие увидели вот эти группы, собравшиеся против мусульман, группы неверующих, они сказали: «Алю хада ма ва'адана Аллаху ва расулуху ва садак Аллаху ва расулуху». Это то, что обещал нам Аллах Азза ва Джаль и его посланник, и Аллах и его посланник были правы в том, что они нам обещали. «Вама задахум илля имана ва таслима». И это не увеличило в них ничего, кроме как веру и покорность Аллаху и его посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. То есть поэтому после этого, то есть когда Аллах Азза ва Джаль узнал в их сердцах вот эту искренность, вот эту истину их намерений, тогда Аллах Азза ва Джаль, то есть укрепил их в сердцах, и также Аллах Азза ва Джаль сделал поражение вот этим врагам Аллаха, которые были там. Валлаху та'аля алям. То есть мусульманин он не должен поддаваться на эти провокации, на вот эти дезинформацию, можно сказать, врагов Аллаха, и понимать, что вот это поражение, они в первую очередь исходят от нас.
И в первую очередь каждый верующий человек должен исправиться именно в первую очередь в себе. Исправить свою душу, исправить свое сердце и свое поклонение. Аллаху алям. Баракаллах фик. Абдуллахит, брат, не выходи пока. Последний вопрос тоже будет адресован тебе. Муслим АСС, вопрос зачитать тебе снова? Абу Саид, зачитать я его. Как кавказская молодежь, поддерживающая идею освобождения от оккупантов, должна реагировать на попытки использовать историческое поражение в качестве инструмента для подавления революционных движений? Абу Саид, если речь идет о молодежи, которая изначально как бы поддерживает как бы на нашей стороне или является единой целой с нами, получается, для них я как бы какой-то пример из своей личной истории сделал бы. Например, вот где-то к 2002 году стало понятно, что это как первая война, через 2 года что-то она не заканчивается, и по всей видимости и не закончится. Постепенно начало приходить понимание, что что-то это не так, как в первую войну. И вот было такое ожидание вот этой победы, я помню, у кого-то это и ломало. Вот, ожидание победы, что вот победа не получается, и все как бы разочарование, руки опускались. И я помню, что, может быть, этот аят я и до войны много раз читал, но как-то бывает, не задумывался или вот практически где-то в жизни с этим не сталкивался, чтобы вот на практике бывает как-то этот аят по-другому понять. Но я вот для себя помню, что вот этот аят, который сура Аль-Бакара, 218, по-моему. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Вот этот аят как-то успокоил. Когда ты по-другому его начал видеть, понимать, что те, которые уверовали, сражаются на пути Аллаха, делают хиджру и сражаются на пути Аллаха, и вот «Ярджуна рахмат Аллах», «Дел конкретно сатуиш букашар», надеясь на милость Аллаха, да? И вот как-то вот это успокоило, что фактически сама победа как таковая, она и не главная. Мы надеемся на милость Аллаха за все, что мы сделали, через все, что мы прошли, через все, что мы испытали, что это будет нам засчитано в судный день, потому что главный результат – это вот то, что нас ждет в судный день, в ахирах. Я вот помню, как-то вот после этого вообще никогда у меня вот таких вопросов и мыслей, да, после как-то не возникало, вот победа. И мы даже тогда говорили, ну, если надо, и 30, и 40, и 50 лет будем воевать, никаких проблем нету, как бы. В чем проблема? Поэтому в первую очередь это вот так. Снова к основе нашей как бы религии возвращаемся, понимание религии, цели и задачи, что главное, что второстепенное, третьестепенное. А что касается вот такого практического, вот этой пропаганды, во-первых, это есть пропаганда. Вот здесь вот Ансар на это делал акценты. Историки, это как пропагандисты же, как идеологи. И это попытка устрашить или запутать, или разочаровать. Поэтому для начала будет хорошо не верить пропаганде. И самим стараться изучать или беспристрастно как-то стараться к этому подойти. Как бы не надо по умолчанию верить вот этим рупорам пропаганды. Надо самому просто чуть-чуть это начинать изучать, и тогда будет понятно, что всегда был и есть шанс для победы, что всегда есть возможность для сопротивления и такого достойного, качественного сопротивления. Поэтому вот эта пропаганда, которая делается, что вот эти революции или эта борьба, она ни к чему не привела. Здесь мы как бы весь эфир, можно сказать, уже про это говорим, про ценности в основе своей. Зачем это вообще борьба нужна? Для чего она нужна? Для того, чтобы жить так, как тебе предписано, так, как нужно, кем ты являешься. И получается, если это для тебя важно, значит и борьба будет важна, потому что прекратив борьбу, ты от всего этого отказываешься.
еще можно как бы все, что это говорится, делать выводы, анализ над ошибками, и чтобы просто их потом не повторить. Вот абсолютно. Я помню, когда мы дома были, и когда нам начинали там, люди какие-то говорить, а что вы бороды сбрили, типа, как вы, как раньше сейчас не ходите. И мы говорили, и бороды сбреем, если надо, и 50 будем лет, и 20 лет, и 40 лет вот так ходить. Даже я вот вспомню, по-моему, это тоже 2002 на 2003 год, это, по-моему, зима, Дауд, Джамаата Эмир был, Умар Дауд, вот. Он в Ингушетии, нахал гарка 2003 в мае поезд Вехтач. Я помню, вот 2002 год, по-моему, мы вот так встретились. И он говорит, вот, а он такой, у него большая борода была, кто его помнит, до войны вот такой большой бородой он был, а он же побритый такой, в костюме. И я говорю, Аллах, ты тебя не узнаешь, я говорю, только глаза, там, по глазам можно узнать. Он говорит, помнишь, когда мы вот так с бородами ходили, то один из них кричал, что это они не опасные, они как бы с бородами ходят, и мы их видим, опасными они станут тогда, когда они бороды сбреют, и мы их видеть не будем. Вот, наверное, это время для них сейчас настало, он сказал. Как бы вот так мы к этому относились. Абсолютная. Это просто продолжается борьба в другой форме, несмотря ни на что. И сама борьба, вот это, это как философские такие темы, как бы вопросы. Вот, сама борьба, можем ли мы достичь идеала, например. По-другому это можно сказать, можем ли мы достичь победы. И кто-то может сказать, 300-400 лет вот этой Кавказской войны, никакой победы мы не достигаем. И точно так же можно сказать, что нельзя достигнуть идеала. Но само стремление к идеалу, к совершенству, которого невозможно достичь. И то же самое, само стремление к победе, которого, может быть, ты не достигнешь на своей жизненной как бы промежуток времени, но сама борьба тебя держит в тонусе, тебя держит в лучшем качестве. Почему? Потому что борьба, это получается, ты совершенствуешься, ты как бы дальше и дальше упорство проявляешь, работаешь над собой. И это, получается, держит тебя в лучшем качестве, потому что я помню, сам много приводил примеры, что в нашем положении нету вот такого нейтрального. У нас как бы на склоне мы стоим, там 45 градусов склон. И получается, на склоне ты не можешь на одном месте стоять. Или ты идешь вперед, ползешь к этой вершине, или ты просто скатишься вниз и упадешь в эту пропасть. Получается, вот это движение, оно тебя уже спасает. Движение или попытка достичь этого идеала, стать лучше, мы как бы не достигнем уровня сахабов, например, да, но мы должны стремиться максимально, начиная с религии и заканчивая вот этими мирскими делами, как или джихад на пути Аллаха и так все остальное. Когда мы это делаем, мы уже побеждаем. Когда мы это делаем, мы уже, значит, лучше. И это уже победа. Как бы. Для наших сторонников, я думаю, это будет понятно, если я ответил Абу Саид. Совершенно. Баракаллаху фик. Достойный ответ, я думаю. И мы подводим итоги нашего сегодняшнего эфира. И вопрос будет Талиб аль-Илм Абдулла Ваиду Алару. Здесь ты, брат? Да, брат, я слушаю. Вопрос звучит следующим образом. Какие практические действия предписывает шариат верующим во время оккупации? Что должны делать верующие с точки зрения шариата, когда находятся под оккупацией? Баракаллаху фикум, джазакум Аллаху хайран. Пусть Всевышний Аллах Азза ва Джаль сделает полезный наш вот этот эфир. Что касается того, что должен сделать мусульманин, чего он должен придерживаться, чтобы освободить свои земли, или же для поддержки и чтобы возвысить слово Аллаха Азза ва Джаль, особенно на своих землях. Это, конечно же, мы опять-таки возвращаемся к основе подготовки, можно сказать, на которой указал нам Аллах Азза ва Джаль. То есть как бы этот аят, да, всегда про этот аят мы говорим, и кому бы это как бы это банальным не казалось, но это есть основа нашей религии. И Всевышний Аллах Азза ва Джаль в суре Аль-Анфаль говорит: «Ва'идду лахум мастататум мин кувва
وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. Готовьте против них, то есть против врагов Аллаха, мастататум, то есть то, что вы можете, мин кувва, из силы, وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ, а также из военных коней. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. То есть посредством чего вы будете пугать врагов Аллаха и вашего врага. То есть этот аят, можно сказать, является основой для подготовки мусульманина, чтобы он всегда был готовым, чтобы он, это касается подготовки мусульманином своей души, своего сердца, своего разума, физической подготовки, также материальной подготовки. То есть это все включает в себя. И, кстати, есть очень хорошая рисаля, послание от книга такая короткая, написанная шейхом Мухаммадом Амин аш-Шинкити, рахималлах, книга, которая называется «Аль-Исламу динун камиль». То есть это маленькая рисаля, книга, которая называется «Ислам – это полноценная религия». И в этой книге Мухаммад Амин аш-Шинкити приводит такие 10 вещей, 10 аспектов, можно сказать, вокруг которых крутится весь этот мир. То есть это 10 аспектов, из которых состоит ислам, можно сказать. И вкратце, если пробежимся, первое – это таухид, это единобожие. То есть человек должен всегда изучать единобожие и стараться достичь довольства Аллаха Азза ва Джаль именно через единобожие. То есть это в том числе туда входит аль-валя валь-бара. Это дружба и непричастность. Дружба, любовь к мусульманам, аль-бараа, то есть непричастность и вражда к врагам Аллаха Азза ва Джаль. Это сегодня это основа из основ ислама, которую оставляют некоторые даже братья, когда делают проповеди, когда делают дa'ва на пути Аллаха Азза ва Джаль. Почему? Потому что именно вот эта основа, она является, можно сказать, такой опасной чертой для того, кто делает дa'ва. Но, тем не менее, это основа, от которой нельзя отделить от остального таухида, от единобожия Аллаха Азза ва Джаль. И также второе, он говорит, что это есть аль-ва'з. Аль-ва'з, то есть дa'ва, распространение ислама, призыв к исламу. То есть это то, что является на тех, кто сегодня, например, на студентах, да, которые из своего народа. То есть они, если осознают то, что они сделали, имеется в виду, для чего ты взял, для чего ты приобретал знания, для чего ты вот эти, можно сказать, лучшие свои года отдал в этом труде, можно сказать. То есть, когда нормально не спишь, когда у тебя нет нормально кушать и попить, то есть для чего ты это все делал, изучая религию Аллаха? То есть в данном случае ведь у тебя же и намерение должно было быть правильным, а это в первую очередь, чтобы ты сам отдалился от невежества, и также, чтобы ты убрал невежество от людей, чтобы ты возвысил слово Аллаха Азза ва Джаль. Это второе. И третье, это то, чтобы человек знал разницу между праведным деянием и неправедным. Четвертое, это то, что правление должно быть по законам Аллаха Азза ва Джаль. Пятое, это положение общества мусульман среди других обществ. В каком положении мы находимся, чтобы ты это осознавал. Также шестое, это экономика. То есть экономика также, то есть ислам включает в себя все аспекты жизни. Ислам включает в себя все аспекты жизни, и в том числе экономика. И Аллах Азза ва Джаль в своих аятах, и также пророк, алейхиссалату вассалям, своими действиями показал нам, как мы должны вести экономику даже. Также туда входит седьмой, это сияса. Сияса, то есть политика. То есть и сегодня как бы не старались некоторые либералы отдалить политику от ислама, это является большим заблуждением. На самом деле политика, она должна соответствовать именно исламу. И самым лучшим политиком на этой земле был пророк, алейхиссалату вассалам, который за короткое время смог завоевать, подчинить себе, можно сказать, полмира, или даже те сподвижники, которые следовали ему. И также туда, и после этого как бы, то есть вот это на самом деле, вот эту проблему, как мы должны убрать вот эту проблему, вот отсюда начинается вот это
вот отсюда начинается решение этой проблемы. То, что касается политики, да, то есть политика, и шейх Мухаммад Амин аш-Шинкити приводит там, что политика бывает двух видов. Первый это, как известно, это во всем мире, да, это и внешняя политика, и внутренняя политика. То есть сегодня там внутренняя политика, это когда у нас будет там страна, где будем править по шариату, это можно на это время оставить. Но сегодня нас интересует вопрос внешней политики. И внешняя политика – это в первую очередь укрепление человеком самого себя. То есть вот этот аят, про который мы уже говорили, приготовьте против врагов Аллаха столько, сколько вы можете и силы, и боевых коней. То есть посредством чего вы будете пугать врагов Аллаха и врагов мусульман, и ваших врагов. То есть сегодня, если мы как-то стараемся достичь вот этой свободы своей страны, свободы вероисповедания, мы должны начинать с самого себя. Каждый должен начать с самого себя. То есть он должен подготавливаться физически, именно подготовить свою душу, подготовить свой ум, и также материальная подготовка. То сегодня многие люди даже, то есть если мы возьмем всех, да, всех, которые здесь, например, в эфире, или же других братьев, которые в разных странах находятся, то есть у нас очень много есть шансов, есть вариантов подготовиться ради возвышения религии Аллаха Азза ва Джаль. То есть сегодня некоторые, например, берут знания, шариатские знания. Также у нас должны быть молодежь, которая там берет другие знания инженерии, знания там, машиностроения и так далее. То есть со всех сторон должны подготовиться, со всех сторон, чтобы в любое время, когда придет этот час, чтобы ты был готов к этому. И также это касается, то есть и вот эта внешняя политика, она тоже включает в себя две основы, говорит шейх Мухаммад Амин аш-Шинкити. Это первое, то, что мы должны подготовиться со всех сторон. И второе, это полноценное правильное единство. Полноценное правильное единство между мусульманами. Это также является основой. Почему? Потому что если сегодня, вроде бы, возьмем, да, там в разных странах очень много разбросанных мусульман, в принципе, одной земли, можно сказать, но почему-то нас разделяют некоторые понимания или некоторые вещи, которые, в принципе, можно было бы и убрать, и объединиться. То есть, когда Аллах Азза ва Джаль говорит: «Ва'тасиму бихабли Аллахи джами'а ва ла тафарраку». Соберитесь, «Ва'тасиму бихабли Аллах», схватитесь за веру Аллаха Азза ва Джаль все вместе и не разделяйтесь, говорит Аллах Азза ва Джаль. Но если мы будем разделяться, что же будет тогда? То есть, это сегодня, вот это аят, который указывает на наше сегодняшнее положение. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. И не припирайтесь, и не разделяйтесь. Если вы будете поступать таким образом, فَتَفْشَلُوا, вы будете в убытке, говорит Аллах Азза ва Джаль, وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. И от вас даже, как говорится, запаха не останется. Имеется в виду, ваша сила уйдет. То есть враг одолеет вас, говорит Аллах Азза ва Джаль. Поэтому это основные важные основы, которых мы должны придерживаться. И должны всегда, то есть, стараться довести их до лучшего образа. И также туда входит, как мы говорили до этого, это то, что мы также должны всегда размышлять то, что у нас в сердцах. То есть то, что мы делаем, каждый шаг, который мы делаем, является ли он поистине ради Аллаха Азза ва Джаль. Каждое слово, которое мы говорим, является ли это ради Аллаха, то есть поистине ради Аллаха это. То есть именно после того, как у нас это все будет ради Аллаха, ради довольства Всевышнего Аллаха Азза ва Джаль, то нет сомнений, что Аллах Азза ва Джаль даст победу своим праведным рабам. И то есть это является, можно сказать, основой из основ. Как мы до этого говорили, когда Аллах Азза ва Джаль увидел в сердцах верующих, которые делали присягу пророку, алейхиссалям, под деревом, когда он увидел в их сердцах искренность, Аллах Азза ва Джаль открыл им очень много земель, Аллах дал им очень много побед, говорит Всевышний Аллах в этих аятах. И другие аяты, которые касаются вот этой искренности, которая должна быть у тебя в сердце. То есть вот это
это есть, можно сказать, вот эта основа, которой мы сегодня должны придерживаться, чтобы достичь, в первую очередь, довольства Аллаха, и также, чтобы достичь нашей свободы. Нашей свободы. И, Аллахи, сегодня, на самом деле, у нас очень много возможностей следовать именно и подчиниться Аллаху Азза ва Джаль посредством именно этого аята. И хотел бы добавить также насчет того аята, который... И также мусульмане, да, включая в это, мы должны понимать и размышлять над теми ошибками, которые у нас были до этого. То есть, почему? Потому что если ты верующий, ты должен всегда изучать ошибки, которые были до тебя. И сторониться этих ошибок. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, в достоверном хадисе говорит: «Ла юдлягу л-му'мину мин джухрин вахидин маратайн». То есть верующего человека не укусит, или же, как это сказать, не ужалит, там, или змея, там, или, не знаю, скорпион, из одной норы. То есть он не будет наступать на те же грабли, на которых наступали те, которые были до него. То есть это не означает то, что они как-то, это не принижает их достоинство. Однако это, более того, для нас является примером, которые были до нас. И также хотел бы также добавить насчет аята, про который наш брат Муслим упомянул, про аят из суры Аль-Бакара, когда Всевышний Аллах Азза ва Джаль сказал: «Инна аллазина аману валлазина хаджару ва джахаду фи сабили Аллахи улаика ярджуна рахмат Аллахи валлаху гафурур рахим». Поистине те, которые уверовали Аллаха Азза ва Джаль, сделали хиджру, сражались на пути Аллаха Азза ва Джаль, поистине они желают или же надеются на милость Аллаха Азза ва Джаль. То есть в этом аяте есть очень большой смысл для верующего человека. То есть, как мы знаем, сегодня бывают некоторые люди, которые абсолютно, наверное, сказать, ничего не делают ради довольства Аллаха Азза ва Джаль, в плане поклонения Аллаху Азза ва Джаль. Но тем не менее они думают, что они достигнут милости Аллаха Азза ва Джаль или довольства Аллаха Азза ва Джаль. Говорят: у меня сердце чистое, я надеюсь на милость Аллаха. Но милости Аллаха достоин только тот, кто делает поклонение Аллаху Азза ва Джаль. Тот, кто старается хоть как-нибудь помочь религии Аллаха Азза ва Джаль, возвысить слово Аллаха Азза ва Джаль. То есть Аллах Азза ва Джаль в этом аяте указал на тех, которые... То есть это самые трудные поклонения. «Инна аллазина аману», те, которые уверовали, «валлазина хаджару», те, которые сделали хиджру. Сделать хиджру, оставить свои земли, поехать в другие земли, это нелегко. Это каждый человек, который любит свою страну, свою землю, свой народ, он знает, насколько ему трудно дается вот эта жизнь за пределами своей родины. И Аллах говорит: «Ваджахаду», и также сражались на пути Аллаха, поистине они надеются на милость Аллаха Азза ва Джаль. И как ученые сказали, поистине они достойны милости Аллаха Азза ва Джаль. И поэтому сегодня, Аллах, это в первую очередь, я говорю самому себе, также всем остальным братьям, то, что мы, чтобы достичь довольства Аллаха Азза ва Джаль, милости Аллаха Азза ва Джаль, должны стараться, должны усердствовать на пути Аллаха Азза ва Джаль. То есть каждый должен усердствовать в том направлении, которое у него лучше получается, которое он лучше знает. Баракаллаху фикум ва джазакум Аллаху хайран. Баракаллаху фик. Хазиса Абу Саид. Хорошо. Я бы сейчас более спокойнее еще пробежался бы по этой теме снова. Для оппонентов, я имею в виду, в первую очередь, которые могут нас слушать, я хочу снова обратиться к тому, что если мы говорим про вот эти все 17, 18, 19 века, люди, любой человек, даже сейчас доступ есть, интернет. Раньше надо было ходить в библиотеки, изучать там какие-то документы, в архивы. Сейчас это все доступно. Любой наш оппонент, например, если он задастся вопросом, был ли смысл в Кавказской войне, он может найти подтверждение, что у России была задача христианизировать кавказские народы.
И у них есть отчеты, документы, там, где говорится, что за столько-то лет, столько-то тысяч приняли христианство, что это нас не устраивает, что надо делать это дальше. То есть вот эта Кавказская война реально это была война защитить свою религию. И они прямо говорят в этих документах, что именно религия мешает им покорить, или нам мешает их покорить окончательно. Надо им навязать наши ценности, наше мировоззрение, наше понимание. А типа этот ислам, это такая варварская, такая мракобесная религия, вот они ее придерживаются, и вот поэтому мы с ними мучаемся. Это и у Ермола вы можете увидеть, у Борятинского, вот у них эти переписки, документы. То есть это официальная политика была. И получается, если бы наши предки не сражались бы, не боролись бы, то христианизация, русификация была поставлена. У них это не получилось с Божьей помощью, потому что Аллах защитил нас от этого. Но ладно, оставляем эти века. Берем 20 век. Мы видим, что вот эта борьба, которую мы вели в начале 20 века с развала этой царской России, как нас обманывали, забалтывали. Вот это же болтовня, как мы говорили там, и при Екатерине муфтият появлялся, и когда им хорошо по носу дали, например, когда Паскевич предлагал, ну, еще это вот 19 век, это 1830 год, они там и мечети, и молиться, все вам можно, просто вот в государственную, правительственную систему не лезьте, говорили. То есть и тогда это говорили, как сегодня говорят, вам что, мешают молиться, они тогда это нам говорили. Как бы ничего не изменилось. Но при этом, говоря нам это, у них есть документы, переписки, где они говорят, надо их христианизировать, как бы только тогда окончательно этот вопрос будет закрыт. Как бы это вот пример там. Потом возвращаемся к 20 веку, да, то же самое. Коммунисты обещали, и шариат у вас будет, и все у вас будет. И за 70 лет, что они с нами сделали, мы же все это знаем. Вот более-менее, кому сейчас 40, за 40 лет, эти поколения, они прекрасно знают, в каком мы состоянии были. Это практически секуляризация и потеря своих культурных ценностей, русификация. Мы сегодня на русском же говорим лучше. В любом случае, вот мои поколения, я знаю, что на русском лучше говорим, пишем, чем на своих родных языках. Даже мое поколение. И я не говорю о духовном разложении и деградации в этом Советском Союзе, что с нами произошло. Это секрет, молодцы. То есть ничего не изменилось. И сегодня вот эта же Россия, она та же самая Россия. Я русский, мы видим, это вот все повторяется. То, что это вот жестко, в быстрых таких темпах не происходит, потому что идет борьба. Вот эти 90-е годы, 2000-е годы, что идет борьба. А так эта идея не оставлена. Вот эта колонизация и окончательная победа бывает только когда вот нету сегрегации, разделения. Пока есть сегрегация разделенная, это всегда будет конфликт.